на фронт? Насколько я знаю, родственницы, друзья вот этой группы, да, не 10 даже сбежавших, а большой группы, которых İki YouTube'nu qabızdım. этого. 7. Салям. Короче, ну вот этих сачей, да, там типа 100 человек. ТикТок пока не будет, потом посмотрим по ютубам, где меньше, где больше. В следственные органы, пытаясь добиться того, чтобы им там кому положено дали лечение. Судить их, конечно, не будут, потому что в российской армии не любят доводить до суда, насколько известно дела, и, конечно, они будут всех пытаться вернуться на войну, отпущусь. передок, как всегда это и происходит. Спасибо большое. Как раз Шунаргах пока это нагоняет, тут сейчас начнется вот этот узкожопые набегут, подождем как раз. Я пока похаваю как раз. Пойду согрею. Валерия Ратникова присоединилась к экипажу настоящего фрегата, почти точной копии корабля Петра Первого под названием. Надеюсь, после этого что-нибудь начнется. Теперь команда считает, что вечерние новости. Экипаж в опасности. Невозможно зайти в порт, значит, невозможно пополнить запасы. Евросоюз видит в стандарте не учебный исторический парусник, а русский корабль, которому не место в европейских водах. Но капитан судна поменял ему флаг и не готов уходить из Европы. Пока одни призывают спасти штандарт разорения, другие называют его символом российской имперскости и требуют арестовать капитана. Кто прав в этой истории, если у штандарта будущее в Европе? Смотрите репортаж «Дождя». Всем привет с французского полуострова Киброн. Я собираюсь пройти по Бискайскому заливу, что в Атлантическом океане, на настоящем фрегате. Точная копия фрегата Петра Первого. Достали они, реально достали вот эти. Перемотаем нахрен. В прессе это говорят оппозиционные политики, они выдвигают свои требования. И Навальный, Илью Яшину. 14 ноября в 16 часов по Москве включайте спецэфир телеканала «Дождь». Вот после вот этих Яшкин Тута и Навальнюги будем, как говорится, комментировать. Посмотрим, что эти пидоры скажут нового. За прекращение войны и репрессий. Это говорят оппозиционные политики, они выдвигают свои требования. Вывести войска с территории Украины, лишить Путина президентских полномочий, привлечь к ответственности как военного преступника и убийцу, освободить политических заключенных. Марш организаторы анонсируют вот таким вот видео. Вывести все войска, прекратить все спецоперации. Вы сражаетесь за свою страну! Эту войну нужно прекратить. Десятки тысяч людей погибли, вокруг где-то россия молчат мимо. Здоровье с доставкой на дом. Сертифицированная немецкая интернет-аптека на русском языке аптека.de осуществляет доставку оригинальных немецких медикаментов и витаминов, в том числе заебали рекламу. Короче, давайте Катрикадзе сегодня, да, вышла? 2 часа назад. Давайте ее будем слушать лучше. Катрикадзе четко говорит. Я вам тоже говорил, на днях доллар пибец. Вчера, что ли, говорил? Позавчера. 86 было доллар, блядь. 4000 полицейских на улице Макрон. На трибуне в Париже сегодня пройдет футбольный матч с участием сборной Израиля. Здесь и сейчас. 14 ноября, 19 часов в Москве. Вы смотрите телеканал «Дождь». Меня зовут Екатерина Катрикадзе, и это информационная программа «Здесь и сейчас». Правительство Дональда Трампа приобретает четкие очертания. То, что мы наблюдаем, вполне соответствует репутации избранного президента США. Он окружает себя фигурами преданными. Лояльность – главный критерий для Трампа. Кроме того, он следует своим инстинктам и назначает на ключевые должности в будущей администрации людей по каким-то причинам его впечатлившим. Опыт, знания, ответственность второстепенны. Как стало известно сегодня, на пост главы американской разведки Трамп предложил назначить Тулси Габбард. Она запомнилась широкой общественностью участием в праймериз Демпартии в 2020 году. Тогда Габбард снялась в пользу Байдена.
Но теперь она республиканка, а точнее трампистка, уверенно распространяющая чисто кремлевские нарративы. Причем не брезгует и продвижением всякого рода фейков. Или вот Мэтт Гетц, совершенно потрясающий персонаж, предлагается Трампом на должность генпрокурора. В его отношении проводилось расследование о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Конгрессмена подозревали в том, что он занимался сексом за деньги с 17-летней девушкой. Но внимание первого лица он заслужил своей безусловной преданностью. Гетц против поддержки Украины, да и все новые министры против, в том числе будущий госсекретарь Марко Рубио. Мой коллега Михаил Поленов продолжит тему. Миша, тебе слово. Ты изучил эти новые лица? О, да, не без интереса, конечно. А вообще, когда Дональд Трамп стал президентом США в первый раз, он обещал осушить Вашингтонское болото и привести в свою администрацию, как он говорил, только лучших людей. И вот новые лучшие люди от Дональда Трампа. Как ты уже сказал, на пост главы службы внешней разведки выдвинута Тулси Габбард. Она действительно начинала свою карьеру в политике, в демократической партии, построила довольно большую карьеру, участвовала в президентских праймерис в 2020 году, а в 2022 разругалась с руководством демократов, вступила в республиканскую партию и сразу подхватила самые невероятные тезисы российской пропаганды. Вот факты, которые невозможно отрицать. На американские деньги в Украине действует от 25 до 30 биолабораторий, которые ведут исследования опасных патогенов. Но я напомню, что это говорит кандидат на должность руководителя службы внешней разведки США. Сейчас Габбард активно продвигает нарратив Трампа о том, что войну нужно остановить немедленно, усадив Россию и Украину за стол переговоров. Так же делает и Марко Рубио, видимо, будущий государственный секретарь США. 8 лет назад он боролся с Трампом на республиканских праймерис и даже мог себе позволить язвить над соперником со сцены. Потом он попросил зеркало в полный рост. Не знаю зачем, ведь тумба на сцене вот такой высоты. Но он попросил в полный рост, наверное, чтобы убедиться, что не намочил штаны. В ответ Трамп указывал на маленькие руки Рубио, обзывал его разными оскорбительными словами, но времена меняются, и теперь сенатор от Флориды кандидат на один из основных постов в администрации и также продвигает идею остановки войны прямо сейчас. В том, что касается Украины, он хочет, чтобы война закончилась. Как бизнесмен, но может не раскрывать тактики переговоров. Но я не понимаю, почему кто-то не хочет, чтобы эта война закончилась. Можно не быть поклонником Владимира Путина и хотеть конца этой войны. Какие бы назначения нас еще не ждали, они все меркнут на фоне шока от кандидата на пост генерального прокурора США. Трамп предложил на эту должность Мэтта Гейтса, конгрессмена от той же Флориды и своего верного союзника. Гейтс может возглавить ведомство, которое еще недавно расследовало его самого. И хотя официальных обвинений в торговле людьми ему не предъявили, Комитет по этике Конгресса США до сих пор ведет свое расследование. Многие комментаторы уверены, что преданный Трампу Гейтс на посту генпрокурора закроет все 3 федеральных дела против избранного президента и, по большому счету, станет его личным адвокатом. Мэтт Гейтс, как и все предложенные Трампом кандидаты, выступает против поддержки Украины. Еще весной 2023 года он предлагал полностью прекратить финансирование ВСУ. Конгресс уже утвердил 150 миллиардов долларов на помощь Украине. Моя поправка к военному бюджету сделает так, что больше на это ничего не будет потрачено. Нужно напомнить, что всех предложенных Трампом кандидатов по закону США должен утвердить Конгресс и Сенат. Журналистка Александра Филипенко считает, что противоречивость многих из них может стать проблемой при их утверждении. Тулси Габбард, да, это фигура разделяющая, это фигура, которой еще предстоит пройти слушание в Конгрессе. Что там говорят? При всех ее заслугах, которые Так, вы перечислили, Дудкаша, Бишкаша, только свои, наверное. в разведывательных ведомствах. Она никогда не имела отношения к разведке по своей основной работе. Соответственно, поэтому несколько оригинально ее назначение именно на эту должность. Поэтому в Конгрессе ей предстоят сложный процесс слушаний. Давайте вернемся к лицам новой администрации. Следующим министром обороны США может стать ведущий Fox News.
Пит Хексет. Он служил в армии перед тем, как прийти на телевидение. Трампа он активно поддерживает еще с первой кампании и теперь может стать министром в его правительстве. Пит Хексет – последовательный критик равноправия в американской армии. Он считает, что из-за того, что женщины стали служить больше, армия Соединенных Штатов стала слабее, а некоторые его комментарии и вовсе шовинистические и гомофобные. Лесбиянок Сан-Франциско не хватит, чтобы сформировать второй авиационный пол. Они увлеклись этим и потеряли простых пацанов из Теннесси, Кентукки и Оклахомы. Традиционных парней, которые шли в армию за приключениями, искали испытаний или просто хотели вырваться из своей среды. Ну и в Америке уже шутят, можно ли Хексету доверить управление самой сильной армией мира при вот таком обращении с довольно простым оружием. Это, собственно, кадры 2015 года, когда на соревнованиях по, я не знаю, как это правильно назвать, бросанию топора на меткость, он перебросил мишень и попал в барабанщика, который находился за ней. И слава богу, что барабанщик не пострадал серьезно, вот кроме ушиба. Ну, в общем, надо еще ведь отметить, что пост министра обороны – это довольно важный пост еще, во-первых, тем, что здесь речь... Вот здесь услышали, короче, такая херня, да, ведь? Меня вот это поражает, блядь, у американцев. Если человек в армию сходил, типа в армии был, я не могу вот этот момент понять, блядь. И в армии был, оказывается, все, его можно брать, блядь, депутаты, там еще куда-то нахуй, куда-то там ставить, блядь. Что за нахуй, блядь? Что за нахуй, блядь, выбор людей, блядь? В армию сходил, значит ты человек. Не сходил, значит нет, тебя не надо брать. Это тоже, блядь, ебанизм какой-то. Вражки подобие этого нахуй. Если в армию не сходишь, блядь, на работу не берут, нахуй. И там такая же хуйня, значит, блядь. Типа того, блядь. Тоже, блядь, что за выбор, нахуй? Тупорылый. О многомиллиардных бюджетах, которыми распоряжаться будет он. И второй момент, есть такое понятие, как line of succession. Это список людей, которые могут стать президентом в случае какой-то чрезвычайной ситуации. Если с основным президентом что-то происходит, он шестой в этой линии. И это тоже, в общем, по крайней мере, американцы об этом говорят, что вот смотрите, кому... Там столько претендентов, да. Вице-президент, конечно, первый в очереди. Спасибо большое. Михаил Поленов, мой коллега, сегодня изучал новые лица будущей администрации Соединенных Штатов. Я добавлю, что Илон Маск почти постоянно находится рядом с Дональдом Трампом, и поведение миллиардера раздражает окружение политика. Об этом пишет NBC. По словам источников издания, присутствие Маска начало утомлять тех, кто с Трампом давно. Они, как утверждается, считают, что Маск выходит за рамки своей роли. Я процитирую: он ведет себя так, будто стал сопрезидентом, жалуются собеседники NBC. Миллиардер появляется в резиденции Мар-а-Лаго в любое время суток, сидит с Трампом и присоединяется к его звонкам и встречам. Как известно, уже об этом много писали. И мы говорили в программе Катрикадзе иностранных дел. Короче говоря, шнырь, этот, сука, блядь, Илон, блядь, шнырек, блядь, нахуй, решил, блядь, подлизаться ближе, нахуй, к Трампу, уже как бы до тошноты, получается, заебывает всех там. Ну, наверное, скоро пизды получит, наверное, в дальнейшем, блядь. Вышвырнут нахуй, блядь, и несмотря на его деньги, наверное. Вторник, в частности, Илон Маск появился во время звонка Владимира Зеленского, украинского президента, Дональду Трампу, и они даже перекинулись парой фраз. Но вот как-то без Маска обойтись, видимо, не могло. А с нами на связи политолог Евгений Рощин. Обсудим происходящее в Вашингтоне. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо вам большое, Евгений. Ну, о чем говорит такой выбор Дональда Трампа, особенно если мы обращаем внимание на Тулси Габбард и другого вот этого будущего генпрокурора Гейтс, по-разному по-русски произносит его фамилию. Гей. Какой месседж это должно направить миру? Я думаю, что все гадают именно над этим вопросом. Кто-то говорит, что это эпатаж, причем, возможно, намеренный. И учитывая то, что предстоят слушания в Сенате, возможно, Дональд Трамп сразу с места, знаете, в карьер соберется
ну, вот, эксплуатировать такую эпатажную политику, собирая новые очки и пытаясь, наверное, вернуть интерес избирателя, поскольку после выборов этот интерес будет, конечно же, снижаться. А вот слушания по поводу новых назначений, они позволят ему этот интерес поддержать. С другой стороны, ну, мне кажется, все эти назначения прямо говорят о том, что одним из принципов выбора кандидатур была лояльность. И вот все эти люди, которых вы сейчас перечисляли, они по большинству вопросов высказывали, ну, однозначную лояльность выбранному президенту США. Поэтому, наверное, вот Ника, два таких мотива я бы здесь и выделил. Показать, что новая команда будет лояльна, и Трамп всерьез намерен реализовывать те вопросы внешней и внутренней политики, которые он поднимал во время избирательной кампании. Ну, а второй вот такой скрытый мотив – это мотив поддержания интереса и вот, наверное, продолжение игры в такую демократию аудиторного типа. Евгений, все понятно про вот эту эпатажность Дональда Трампа. Он любит удивлять, он любит, чтобы все обсуждали его решения, потому что вот он так единолично принимает эти решения, и вот какой он почти автократ. Но, тем не менее, тут важно понимать, что ждет Украину. Как вы смотрите на предстоящее решение? У меня складывается такое впечатление, что буквально 21 января, на следующий день после инаугурации, мы узнаем кое-что новое о том, как Вашингтон относится к Киеву и к положению Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Да, у меня тоже не очень хорошие предчувствия, но, знаете, я их гоню от себя следующими соображениями. Во-первых, Дональд Трамп обещал уладить дело одним звонком. Это уже не произошло. Звонок предположительно состоялся, и мы пока не видим результата. Ну, конечно, сейчас Дональд Трамп еще не обладает президентскими полномочиями. Тем не менее, я убежден, что если бы решение было готово, то мы бы его контуры уже понимали. А во-вторых, надо учитывать здесь и то, что Марко Рубио, который будет госсекретарем, да, это такой, ну, довольно последовательный противник всего того, что он, наверное, ассоциирует с таким постсоветским опытом. Он противник изначально был Владимира Путина, да, и я вот не убежден, что он пойдет навстречу инициативам, которые резко сократят возможности Украины в этих переговорах. То есть, скорее всего, я думаю, что дело пойдет к тому, чтобы показать, насколько Дональд Трамп успешный переговорщик, да, и насколько он силен в своих переговорах. Просто так прекратить помощь не в его интересах, потому что это будет выглядеть не очень. Ну вот, в первую очередь, конечно, в Украине, да, а во-вторых, в Европе и в мире. Люди могут подумать, что он уступил под давлением такой авторитарной личности, как Путин. Нет, ему надо будет показать, что сделка действительно выгодна для США. Ну, что США сэкономят расходы, это раз, а во-вторых, приведут дело к миру. И вот тут, конечно, интересный вопрос. А что Владимир Путин сможет предложить Дональду Трампу, чтобы Трамп выглядел сильно? И это совершенно не очевидно, да, потому что вот об интересах Владимира Путина мы, ну, примерно догадываемся. Оставить мне все, что вот у меня уже есть. А это не то, что можно назвать переговорной позицией. Вот что он готов отдать Дональду Трампу? И Дональд Трамп будет давить. И пока мы не видим, где Владимир Путин уступит, да? А следовательно, я бы не торопился с предположениями, что вот прямо на следующий день у нас... Вот здесь один момент интересно. Башкортостанга, к Татарстанга обращаюсь. Вот я удивляюсь, блядь.
Он говорит, ну, типа, говорит, Путин оставит то, что он уже, типа, взял. Теперь тут вопрос возникает. Нахуя Башкортостану и Татарстану эти земли? Вот это я не могу понять. Нахрена вам, блядь, пастбища эти, блядь, пустые уже нахуй. Разровняли все там, блядь. А да кутах-таюк. Нахрена это Башкортостан и Татарстан? Вы сами себе вот так иногда дома задаете вопрос? Нахрена вам украинские земли, блядь? Вы живете нахуй 1500 километров в ебенях от этого места. Че вы там нахуй? Картошку будете сажать или че? Вот этот вопрос, блядь, нахуй, у каждого должен, блядь, в мозге, блядь, нахуй, ходить, блядь. Нахрена вам, блядь, чьи-то земли, блядь. Плюс еще, даже не говорю там, за Путина умираете, да хоть за кого нахуй умираете, похуй, блядь. Ну, блядь, нахуя это вам нужно было? Зачем вам чужие земли, блядь, в ебенях? Ну, тогда идите, пиздуйте, заберите нахуй, если можете, всю Луну нахуй, Марс заберите нахуй, все Юпитеры, хуитеры, заберите нахуй. Если оно вам надо. Оно вам надо? Поражаюсь, блядь, поражаюсь, блядь. Вот реально, блядь, нахуй. Путину, оказывается, то, что он взял, он, оказывается, заберет, блядь, понимаешь ли. Ну, нашим оно надо, нет? Тем же, блядь, в ебенях, якутам. У якутов земли там, блядь, хоть жопой жуй, блядь. У бурят то же самое. Им нахуй это нужно вообще. Не могу понять вот этого, блядь. До такой степени, блядь, быть нахуй будет ясность. тупым, блядь, нахуй, и идти на войну ни за что. Есть, в общем, пространство тут еще для торговли, и, возможно, еще что стороны не так просто придут к компромиссу. Что ж, большое вам спасибо. У нас остается пространство для анализа. С нами на связи был политолог Евгений Рощин. А я добавлю, что, вот как пишет Нью-Йорк Таймс, Украина перед возможными мирными переговорами ставит на первое место гарантии безопасности, а не возврат территории. Это абсолютно иной угол. Если мы учтем все те заявления и все те публикации в международной прессе, которые были до выборов в Соединенных Штатах, сейчас, если верить Нью-Йорк Таймс, настроения меняются. И это действительно со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников публикуется. Я еще раз процитирую. Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос гарантии безопасности, сказал один из источников Нью-Йорк Таймс. И также Киеву важно, чтобы линия заморозки конфликта не мешала экономическому восстановлению страны. Например, оставила промышленные районы безопасными для инвестиций. Ну что ж, действительно, возможно, сейчас давление на Киев столь велико, что приходится смягчать свои принципы, но официально об этом пока ничего не сообщается. Прежде чем перейти к следующей теме, я попрошу вас поставить лайк нашей трансляции. Для нас смягчать ничего не надо. Важно. Так нас с вами становится больше. Не только жестко. О том, что Дождю нужно и можно помогать, если вы находитесь вне России. Все подробности на сайте tvrain.tv/donate. Сейчас короткая реклама. Скоро вернемся. Не уходите. Надо рекламу, блин. В любых вопросах. Приобретение недвижимости, современные апартаменты до 7 лет. Курс доллара впервые за год поднялся выше 100 рублей на международном рынке Форекс. Выше даже. Преодолен примерно в 15:15 по Москве, пишет издание Белл. Курс доллара в России растет с начала осени. В сентябре он добрался до 90 рублей, а в начале октября уже до 95 рублей. Ближе к вечеру сегодня пришли новости из Центробанка, который сам устанавливает официальный курс рубля к доллару после санкций, введенных против Мосбиржи. Так вот, Центробанк поднял официальный курс доллара выше 99 рублей. Это произошло впервые с октября 23 года. Позор, блядь. К нам присоединяется Андрей Яковлев, ассоциированный исследователь Центра Дэвиса в Гарвардском университете. Здравствуйте. Добрый вечер. Большое вам спасибо, что нашли время. Как на это должны смотреть жители России, когда такая психологическая отметка преодолевается? Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Это очень некомфортно для большого числа людей. Ну, я думаю, что братан, что үзіңнің исемің көрінәбет? Что, с другого аккаунта зашел, что ли? Ну и, собственно, и не было и раньше, на самом деле, важно это понимать. Это актуально где этот номад? для жителей больших городов. Что сделал с аккаунтом? Может быть, еще нескольких городов-миллионников. Вот, ну и, безусловно, для
так сказать, людей, которые относятся к, так скажем, верхнему среднему. Сейчас послушаем, дайте комменты, почитаем. Салам, да, что-то у вас тут мертвые пчелы не гудут. У него телефон с кнопочно сломался, наверное. Они собираются лошадей там разводить, говорят, у вас холодно. Это хорошо, а могло быть еще лучше. Вот это Гойда, что такое Гойда? Что за хрень это Гойда? Курс больше сотки, крутяк. Ну, параша в параше, блядь. Сегодняшнего дня, блядь. Понимании, в России никогда не было больше, там, 10-15%. Но о чем тогда можно говорить в связи с этими цифрами? Какие выводы вы бы сделали прямо сейчас? Ну, я бы сказал два момента. Во-первых, традиционно на валютный курс влияет соотношение экспорта и импорта. И с этой точки зрения, на самом деле, то, что сейчас происходит, оно может вызывать определенное удивление и недоумение, потому что в сравнении, допустим, с цифрами прошлого года, когда курс был существенно ниже, да, как мы помним, выросло положительное сальдо торгового баланса, по крайней мере, по данным за 9 месяцев, то есть за январь на сентябрь текущего года. Выросло в основном за счет того, что не экспорт увеличился, экспорт примерно такой же, а сократился импорт, да, примерно на 10 миллиардов долларов. Сократился понятно почему, потому что есть вторичные санкции американские, есть ограничения со стороны Китая на перевод платежей, ну и, так сказать, происходит за счет этого некое действительно замедление импорта в Россию. С этой точки зрения курс должен был на самом деле рубля не ослабнуть, а укрепиться. Да? Произошло обратное, и, на мой взгляд, это отражение возросшей, я бы сказал, такой тревожностью российского бизнеса. Процесс начался действительно еще с конца лета и в сентябре, но он заметно ускорился в октябре. После появления проекта нового бюджета на следующие 3 года, то есть 25 и 27 годы. И бюджет этот, на мой взгляд, важен не просто потому, что там в очередной раз говорится о заметном росте и доходов, и расходов бюджета, что говорит об увеличении доли государства в экономике, но есть новые важные моменты, которых не было, допустим, год назад. В частности, год назад, предлагая очередное повышение расходов на военные нужды, Силуанов, как министр финансов, заявлял, что вот это будет бюджет победы, что в 2024 году произойдет некий перелом на фронте, а потом с 2025 года начнется возврат к нормальности, сокращение военных расходов. И вообще говоря, на будущий год, еще год назад, и даже в начале этого года, Минфин исходил из цифры 8,5 триллионов рублей военных расходов. То, что они внесли в конце сентября в Госдуму документы, они содержали цифру 13,5 триллионов военных расходов на будущий год, то есть на 50 миллиардов долларов больше. Но, на мой взгляд, еще более важно то, что никакого дальнейшего сокращения этих расходов в 2026-2027 году не предполагается. То есть это на самом деле переход к другой модели. И, на мой взгляд, это был довольно важный сигнал, о котором люди в бизнесе, может быть, не очень говорят, но они точно его должны были считывать. Ну и следующий момент. Это сигнал к тому, что, я прошу прощения, это сигнал к тому, что война будет продолжаться, что, да? Что Путин не собирается даже в случае переговоров, и даже в случае заморозки, все равно он как бы планирует жизнь страны с учетом того, что война так или иначе продолжается. Ну, я бы говорил о том, что происходит переход к мобилизационной экономике, да, у которой будет большая армия, большие военные расходы, и не обязательно вот они прямо в каждый момент будут всегда где-то воевать, но, понимаете, когда висит на стене ружье, а так сказать, даже не одно ружье, а много ружей, они рано или поздно начнут стрелять. Но вот другое, вот бюджет этого, так сказать, будущего года, да, и дальнейший, он отличается еще тем, что Кремль и правительство, судя по всему, реально сталкиваются с проблемой выбора между пушками и маслом. Потому что в этом бюджете, я бы сказал, впервые за все время правления Путина предусмотрено абсолютное в номинальном выражении сокращение расходов на социальную политику. Если на текущий год, 24 было заложено 7,7 триллиона рублей, то на будущий год заложено 6,5 триллионов. Это заметное сокращение. Опять же, это в номинале. Инфляция, на самом деле, идет довольно заметная. Вот я бы сказал, что это довольно сильные сигналы, которые, должны влиять на ожидания. Но дальше, мне кажется, важным был сам процесс
процесс представления этого бюджета, когда, ну, извините, вот из официальных заявлений чиновников ЦБ стало понятно, что некоторые цифры вот этого нового бюджета, проекта бюджета, они узнали прямо из документов, внесенных в Госдуму. Ну, например, вот, насколько я могу судить по моим, так сказать, коммуникациям с коллегами, это касалось истории про повышение тарифов, когда была согласованная цифра на уровне межведомственного согласования еще в начале года по поводу того, что рост будет на 5,7% в будущем году. В бюджете была написана цифра 11,9%. А извините, ЦБ при этом по-прежнему заявляет в качестве своего приоритета инфляцию в 4%. Вот, ну и вот что до меня опять же докатывается из моих коммуникаций, это возрастание тревожности у бизнеса, когда они видят, что на самом деле происходит потеря управляемости в экономическом блоке. При том, что это было на самом деле важным параметром и важным фактором все последние 2,5 года. Да? То есть, так сказать, война войной, а как бы управление, как бы контроль над процессом есть. Ну и даже по тем же военным расходам, вот с назначением Белоусова были связаны ожидания, что будет некое упорядочение ситуации там. Ну и, собственно, вот все эти самые аресты генералов, которые были при Шойгу, да, так сказать, под, так сказать, камерой со всеми остальными сюжетами, с одной стороны, должны были на это работать, но с другой стороны, вот то, что, скажем, до меня докатывается, опять же, из коммуникации с экспертами, которые следят за военной тематикой. Вот по оценкам этих коллег, почему это было два разных эксперта, так сказать, независимо друг от друга эти цифры мне назвали, по их оценкам, при заложенных сейчас в бюджете 10,8 триллиона рублей на военные нужды, по факту за 10 месяцев расходы составили уже около 12 триллионов. Что на самом деле похоже на правду, потому что мы все видели вот эти самые кратные повышения выплат, соответственно, при найме по контракту, первые выплаты в регионах, да, соответственно, все эти закупки миллионов снарядов у Северной Кореи, опять же, появление северокорейских солдат, которые, опять же, не бесплатно. Да, это все в бюджете не было заложено. Так вот, на этом фоне, как бы, ну, у любого нормального предпринимателя должны возникать сомнения, а насколько все это будет стабильно. А если это будет нестабильно, то тогда, может быть, лучше закупить какие-нибудь активы, так сказать, ресурсы, которые могут быть, например, более надежными. И при том, что есть проблемы с валютным рынком, то есть он, на самом деле, сейчас уже не очень под контролем ЦБ, в силу санкций, в силу, так сказать, уже перестала функционировать нормально валютная биржа, но все равно люди пытаются страховаться. И вот, на мой взгляд, несмотря на больше, чем год назад, положительное состояние торгового баланса, вот эта вот напряженность и, так сказать, неопределенность и тревожность, она стала фактором роста курса доллара довольно заметного. Что ж, большое вам спасибо. Исчерпывающий анализ и комментарий Андрея Что Яковлева, такое Гойда, да? исследователя Центра Как это вы Дэвиса не в знаете, что Гарвардском такое Гойда? университете. А мы идем дальше. Герасимова, а вы не в курсе, конечно, будет. Гойда, что такое? Это типа этот, позор какой-то, да? Росфинмониторинг сегодня внес галериста Марата Гельмана в перечень террористов и экстремистов. Гельман уже признан так называемым иностранным агентом. С 2022 года российские силовики объявили его в розыск. Сам галерист живет, к счастью, за границей. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Марат, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. К счастью, может быть, не очень точное высказывание, но, по крайней мере, это безопасно. Ну, к счастью, в том смысле, что вас не могут посадить за терроризм выдуманный. Скажите, как вы думаете, почему вы обратили внимание на себя столь пристальное силовых органов, и как вы реагируете на эти новости сегодня? Ну, я не знаю, почему. Дело в том, что вот у меня был иностранный агент в 2021 году, в 2022 году в розыск, и всякий раз ты, с одной стороны, понимаешь, почему, а с другой стороны, не понимаешь. То есть, почему именно сейчас? Вот. Ну, я член антивоенного комитета с первого дня начала войны, то есть 2,5 года. Я называю войну войной, преступной. Я считаю Путина военным преступником. Я считаю, что надо российской армии вернуться на... Ну, то есть, как бы все то, что они считают экстремизмом, я говорю уже 2,5 года. Вот. Ну, поэтому, да, я достаточно активно занимаюсь культурной деятельностью за рубежом, именно как бы формирую такую культурную европейскую русскую повестку. То есть, с одной стороны, всего этого достаточно для того, чтобы они меня объявили экстремистом, а с другой стороны, конечно, это все очень, ну, странно, это бред такой. Мы сегодня с Акуниным
сыном шутили, что я наконец добрался до него. То есть у меня как бы флеш-рояль, то есть полностью весь набор как бы наград, которыми может наградить нас наша Родина. Как раз вы говорили про антивоенный комитет. Очередное заседание состоялось буквально на днях. Расскажите, к чему вы пришли и действительно раздражает ли так сильно вот эта деятельность российскую власть? И если да, то видят ли они какую-то угрозу для себя, как вы считаете? Ну, я думаю, что в Европе мы стали заметны. И в этом смысле они раздражаются. Например, российская власть вышла из ПАСЕ, а мы сейчас создали конституционную группу при ПАСЕ русскую. Да? То есть как бы вроде бы они хотели, чтобы русских не было, русские есть, но не власть. Но в то же время следует признать, что за Марат, блядь? Никакой угрозы там, свержению режима. Мужик какой-то с серьгами. Да, мы пытаемся менять как бы позицию европейских стран, Вашингтона, да, то есть мы каким-то образом лоббируем картину будущего, которая связана с сменой режима. Вот. Но я думаю, что все-таки наиболее успешно, а может быть единственное, в чем мы успешны, это в адвокации тех наших сограждан, которые оказались за рубежом. Как раз сограждане, которые оказались за рубежом, планируют в какой-то день, в воскресенье, оказаться в Берлине и участвовать в марше, который организовывали Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Карамурза. Я так понимаю, что вы будете на этом марше. Расскажите, почему вы считаете это важным? Потому что я видела большое число таких ехидных комментариев, мол, пройдете там по Берлину в безопасности, на что это повлияет, и вообще кому вы нужны? В принципе, мы все находимся в такой ситуации, что очень легко отпускать ехидные шуточки по поводу любого нашего шага. Да, мы проиграли вот этот период, что ли, Путину, то есть мы за пределами России, и он установил полную власть, то есть авторитарную власть внутри России, поэтому мы сами можем шутить над собой, может быть, даже лучше, чем другие. Вот. Да, но что касается марша, во-первых, это очень важно для нас самих. Посмотреть, что мы не обездвижены, что мы можем действовать, что мы не запуганы, что нас много, сравнить достаточно много. Вот, это первое. Второе, это очень важно, чтобы мир видел, что не все россияне фанаты Путина поддерживают войну, а что есть другая Россия. Дело в том, что сейчас вот эти концепции, что будет... Короче, все. Аллах ашкар. Давайте будем читать новости. Там до хера новостей понакидали. Пройдем. Опять это Лиза пизда. Слева вот кто-нибудь есть? Нет, это с Лизой это попереписываться. Так. Вроде шул хайванна ёбамин, она опять пишет, блин, я поражаюсь, блядь. Мне кажется, каждый раз здесь, блядь, блокирую, не блокирую никого. Каждый раз новый эфир, но наверное, открывается ихний блок, блядь. Я так понял, блин. Этих ботов. И насчет вот этого хождения, блядь, которого он сейчас говорил. Давайте закончу его мысль. Вот этот... Нас, говорит, много, россиян и так далее. Но Башкортостан и Татарстан должен понимать, мы не Россия. Мы не Россия. Вот с этими уёбками, навальнюгами, блядь, надеюсь, никто не выйдет в Германии. Там из среди татар или башкортов. Надеюсь, вас там и нету. Примерно так. Поэтому, как говорится, как уёбки кое-какие, блядь, башкортлар бегали, блядь, по Уфе, нахуй, с флагами Навальных, блядь, портретом Навальных в свое время. Я видел таких чуваков, так скажем, в интернете потом.
что в свое время, когда Навальный, блядь, марши какие-то устраивал, блядь, нахуй, там и башкортлар, и татарлар вовсю, блядь, участвовали. Надеюсь, вот этой хуйни не будет. Так. Вот как раз, да, вот последние о них, короче, речь будет, наверное, тут идти. Либералы заговорили о деколонизации. В чем лукавство? Мы снова нужны русским, а значит их припекло. Болоянь, Сыресь анализирует видео о деколонизации от этих пидорасов, наверное, что их сподвигло вообще наконец-то обратить внимание на эту тему, где либералы темнят и чего они принципиально не понимают. Ну, наверное, Балаян много не говорит, давайте послушаем его. Или он много будет говорить. А ведь мы не чужие. Пришла благая весть. Канал Навальный Лайв 12 минут. Ролик, посвященный порабощенным народам Российской Федерации. Почему именно сейчас? В чем причина? Мы будем говорить об этом в нашем выпуске. Не слыхал я. Канал, и мы начинаем. Новости новые. Лига свободных наций регулярно делает современный медийный. Ну, браток тоже не отличается от дождя, бля, рекламирует. Не потому, что кому-то это хочется, а потому, что время Российской империи вышло. Тем не менее, сегодня в бой за спасение Российской империи бросаются последние силы. Время от времени нерусские народы становятся нужны. Так было в период после февральской революции 17 года. Большевикам были нужны союзники. Вспомнили про нас. Листовки, прокламации на наших Да, Лиза пизда сидит слева, заебала это. Справа ее нету. Борьбу в селах, когда загоняли в колхозы. Поэтому для нас заботливо создавались национальные округа, а потом республики. И мы рады, и власти проще нас контролировать. Мы нужны были империи, когда она рассорилась со своим союзником Гитлером. Мы снова услышали «братья и сестры». Мы нужны были власти после распада СССР. Берите суверенитета сколько можете. Каждый раз после этого нужны, положение нерусских народов ухудшалось. Я уже думал, что никогда больше не услышу доброго слова от русских. И вдруг Навальный Лайв публикует видео, как Путин уничтожает Россию. И там вспомнили про нас. Ура! Хорошие русские от Навального с нами. Интересно, почему вспомнили только сейчас? Акт отчаяния. Национальное движение набирает обороты. Тема деколонизации и распада РФ не только на слуху, но и на повестке дня. Лига свободных наций повышает авторитет и подбирается к ООН. Мы стали нужны. Видео начинается с репортажа из Коркина о погромах русских в поселке Ромов. Только что провели задержание, и несколько человек забрали. Вот дом, в котором разбиты стекла, его пытались поджечь. Уточняют, что это произошло за 2 дня до, цитата, странного праздника, который был создан, чтобы заткнуть дыру после десакрализации 7 ноября. Праздник, который ассоциируется исключительно с русскими националистами. Конец цитаты. Я поправлю ведущего. С русскими нацистами. Действительно, в их маршах. О, видите как? Навальнюга! Не смог принять участие, потому что участвовал в выборах. И это могло отрицательно сказаться на результатах. Ой, какой противный голос, а! Дату 4 ноября за собой. В этот день устраивали марши националисты в десятках городов. Кроме лидеров националистических организаций вроде Константина Крылова, Дмитрия Демушкина и Александра Белова, там были замечены не менее 2 десятков депутатов Госдумы. Странно, что Алексей Навальный там замечен не был. То, что война в Украине началась для ведущего не с оккупации Крыма в 2014 году, а в феврале 2022 года, уже не вызывает удивления. Он вспомнил о погибших представителях наших народов, перечисленных Путиным во время лицемерного рассказа, кто он, Путин, по национальности. Были произнесены слова о праве нации на самоопределение, но у ведущего возник заботливый вопрос. А что делать с Чечней? Что объединяет народы внутри России и насколько они действительно едины? Ощущают ли дискриминацию и действительно ли хотят добиться независимости от Москвы? Если такая возможность представится, что делать с Чечней? Странный вопрос. Все, что можно, вы с ним уже сделали. Ичкерия – это страна, оккупированная Россией. Просто выведите все в свое, а ногчи сами разберутся, что делать. Без вас. Далее с глубокой горечью и гордостью Демушкин рассказывает, что русскому маршу не было альтернативы.
как сейчас русское общение? Моему русскому маршу не было альтернатив сегодня до Болотной площади никаких. Именно русские марши показывали ведущему, что с национальной политикой не все в стране было оптимально. Вне зависимости от отношения к русским маршам нельзя не признать само то, что они были, показывало. С национальной политикой в стране все далеко не оптимально. Не ассимиляция, не русификация нас, не изгнание наших языков из школы каналов, а русские марши. Демушкин вспомнил и про мигрантов, и про северные народы, положение которых еще хуже, чем у русских. Очень характерной оговоркой по Фрейду показалась фраза ведущего об угнетении, цитирую, русского самого доминирующего народа России. Если уж об угнетающем неравноправии и вымирании говорит представители русского, безусловно, самого доминирующего на территории страны народа, то что уж говорить об остальных. На правильном русском это звучит так. Русского, господствующего, превосходящего другие народы. Что уж говорить об остальных, произнес ведущий, переходя к теме башкортов, событий в Баймаке и ареста Фаиля Алсынова. Оказывается, со слов ведущего, Фаиль выступил исключительно против Хабирова. Но и хорошие власти придали этому национальный окрас. На самом деле, утверждает ведущий, конфликты между национальными республиками и властью вызываются исключительно экономическими вопросами. Лана Пылаева, гражданская активистка из Коми, честно рассказала о катастрофической ситуации в республике и о том, как ее республике может помочь деколонизация. Оказывается, это процесс разрушения иерархии между Москвой и регионами. И его не надо путать с сепаратизмом, то есть с нами, и с созданием независимых государств. Мы говорим про разрушение иерархии, то можно вполне остаться в составе федерации, но тогда народы и жители региона получают право распоряжения. Уважаемая Лана, народ Коми не получит ни свободы, ни прав из рук хороших русских. Они их пока, кстати, даже не обещают вам. А те плохие... Я, понял. Эти права и свободы уже обещали 90-х. Киши юклага. Поверили. А вы готовы поверить еще раз? Рано, когда выходишь, людей нету. Вот поздно, после когда ночью выходишь, людей дохуя почему-то. Вот это интересно, блядь. Зона. А общак находится в Москве и распределяется по хану Путину. Очень неожиданно было услышать от него следующее. Что касается многочисленных разговоров о распаде Российской Федерации, то здесь удивительно, что Владимир Путин и его оппоненты де-факто говорят в унисон. Только Путин пугает этим, и деколонизаторы тоже пугают, но считают, что это во благо. Вот это вот, какая-то Геркулесовна, блядь, нахуй, вот это, блядь, бурятка, ебанашка, которая из Германии. Вот она тоже топит, блядь, с навальнюгами, блядь, которая говорила, помните, я постоянно говорил, вот эта овца сейчас вот здесь показали, можете посмотреть ее, которая говорила, 70% Бурятии русские, 30% только буряты, оказывается, и поэтому как бы они не хотят, оказывается, от русских отделяться. Конец цитаты, условно. И она делает вывод, значит и Путин, и, например, Лига свободных наций работают на одну цель. На какую цель, Александра? Извините за нескромность, я попробую персонализировать ваше обвинение. Я говорю о войне России против Украины с 2008 года. С 2014 года я убежден в неизбежности распада и говорю об этом. С 15 по 17 я воевал против этой, как вы сказали, матушки России. В 2018 мы с татарином Рафисом Кашаповым, отсидевшим в матушке России за фразу «Крым – это Украина», по году за каждое слово, учредили проект «Свободный Идель-Урал». А в 2022 мне снова пришлось брать в руки автомат, потому что матушка Россия решила поставить на нас точку. В 2022 мы организовались в Лигу свободных наций и в один голос говорим о неизбежности распада. Но распад – это не наша цель. Наша цель – создание независимых и свободных государств. И вы хотите сказать, что мы все работаем на Путина? Я думаю, что это просто хамство. И оно не к лицу бурятки. И, кстати, можете объяснить, как понимать вашу фразу «ксенофобия – это не просто красивые слова на бумажке». Это о чем? И последнее, я повторюсь. Не пугайте в унисон с Путиным. Как будет плохо жителям Северного Кавказа и остальным без Москвы? Иначе люди подумают, что у вас с Путиным одна цель. Извините, друзья. Дальше ведущий вспомнил и про Сталина, и про депортацию народов, и перечислили даже их. Но виной всему, с его слов,
всего лишь неправильная национальная политика. Не буду пересказывать все видео. Разумеется, вспомнили про Штаты и про то, что Штаты не национальные и не все там хорошо. Вообще США стоят на наднациональной идее. Сами жители США определяют себя просто вот как принадлежащие не к национальности какой-то, а к данному месту рождения, разделяющие эти американские ценности. Стандартный набор. То, что государственное строительство Штатов шло абсолютно другим путем, им, наверное, не вдомек. И, разумеется, все повесили на Путина. Словно до него у нас была не жизнь, а малина. Пока Путин у власти, национальное единство есть только в одном месте. Это календарь, где есть дата 4 ноября. Извините, национальный вопрос – это вечная российская хворь. Так почему вспомнили про национальный вопрос только... Давайте остановим и добавлю свое. Поэтому Башкортостан и Татарстан должен понимать, когда вы что-то смотрите в вашей матушке нахуй, пидорасии, блядь. Смотрите, блядь, и выбирайте, что вы смотрите, блядь. Зомбоящики свои нахуй выкиньте вообще, блядь. Установите туда нахуй вот эти каналы, блядь, нахуй. Хотя бы Лига свободных наций или еще что-нибудь такое. И вот эти вещи только смотрите. Они нахуй какие-то ТНТ, блядь, Россия-1 нахуй, Россия-2 нахуй, вот это дерьмо, блядь, которым, блядь, заливает, блядь, Соловей нахуй, Скобеева, блядь, нахуй, и эти Поповичи нахуй всякие, блядь, Иванушки, дурачки, блядь. Вот это поеботину не смотрите. Смотрите, блядь, нормальные вещи, блядь, нахуй, которые, блядь, дает нахуй результат, блядь. А не, блядь, дерьмо, которое, нахуй, и в этом обмане, лжи, блядь, вы живете, нахуй, столетиями, нахуй, там. И сами себе, нахуй, врете, блядь. На самом деле, нахуй. Нас-то вы, блядь, своим, блядь, ебанутым мнением, блядь, не разведете, нахуй. А вот вас разводят. Это сейчас. То мы грызуны и еще как-то, а то вдруг целый выпуск. Почему признали порабощение наших народов и сегодняшнее издевательство? Ответ прост. Припекло. Распад на носу, и им опять, как в 17-м, 41-м, 92-м, мы нужны, как союзники, в деле спасения России. Ну, всех призвать не получится, и это они понимают. Расчет на то, что у них получится мобилизовать, по примеру, хороших русских, хороших ирзян, татар, бурятов, коми, ойратов, башкортов. Приблизить к себе, явить царскую милость доминирующего народа России. А зачем? А затем, что вопрос деколонизации стоит на повестке дня не только в Лиге свободных наций, но и в Европе, и в Америке. Люди начинают понимать, что с этим прожорливым, кровожадным монстром нужно что-то делать. Необходимо готовиться и по возможности минимизировать ущерб от конвульсий издыхающего монстра. А тут хорошие русские являются перед светлые очи международного сообщества и показывают им хороших нерусских. Смотрите, мол, они согласны. Мы будем строить новую прекрасную Россиюшку-матушку вместе. А задача хороших нерусских – просто мычать и кивать при этом. Друзья, нам будут угрожать, уже угрожают. Нас будут уговаривать, нас будут покупать. И некоторых уже купили. Мы призываем вас, не поддавайтесь. Слишком высокая цена уже заплачена за доверие Москве. Она может стать еще выше. И самое неприятное, что за нашу мягкотелость, за нашу беспринципность, за нашу недальновидность платить будут наши дети и внуки. Поэтому, друзья, держимся. Нет ни хороших, ни плохих русских. Есть люди, которые во имя сохранения империи готовы повторить свой эксперимент на нас еще раз. Теперь больно нахуй красиво говорил. Теперь сізгәмен, блядь, по кутакскому нахуй языку буду объяснять нахуй, кутак башларга. Башкортостан, блядь, Татарстандағы манкуртлар, как я сегодня уже высказывался, блядь, в ТикТоке, имейте в виду, что вы нахуй, вы для нас, блядь, не татарская, не башкорт нациясы. Вы, пидоры, вот вы с этими же узкожопами нахуй в один ряд встанете. Выгонять нахуй будем вас всех толпой нахуй. Как вот выселяли нахуй крымских татар, других еще, таким же макаром вы уйдете, блядь. Именно манкуртам это относится, блядь, которые вот, как говорится,
думают, что вот они не смогут поменять, блядь, нихуя, русские власти, нахуй, мы с ними, нахуй. Вот эти пидоры, нахуй, первые, нахуй, будете бежать, нахуй, первые. Потому что мы вас, нахуй, рядом с нами не хотим видеть. Потому что предатели, когда в свое время, нахуй, в коммунизме, нахуй, сделали, блядь, крымских татар, всех, блядь, чеченцев, всех сказали предатели, вот этот предательство ложное было. Осознав это, мы теперь будем конкретно понимать, что такое манкурт и кто предатель. И в данный момент, нахуй, вы свое уже лицо показали. Это, как говорится, кто топит, нахуй, с этими хуями, блядь, Хабировыми, Миннихановыми, Кадыровыми, нахуй, Дагестан. Все, вот эти все манкурты, как говорится, безжалостно, нахуй, блядь, исчезните, нахуй, с наших земель, блядь. Потому что вы нам нахуй не нужны. Потому что вы сейчас, в данный момент, нахуй, целуетесь, нахуй, в дёса, нахуй, и сосете, нахуй, у Москвы, блядь, нахуй. Понимаете? Поэтому вы нам нихуя, блядь, нахуй, не брат, нахуй, не сват, нахрен. Безга кутак когда керекмисіз. Имейте в виду. И ваша нация, нахуй, так скажем, в кавычках, нахуй, татар или башкирт, нахуй, нам нахуй не усралась, блядь. Потому что мы, иншаллах, живы будем, нарожаем себе нормальных башкиртов, нормальных татар, найдем мы, как говорится, себе туганларны. А сіз бізге туган тугуль, нахуй. И каждому, нахуй, и родственникам я своим тоже это, блядь, докажу, нахуй, и скажу, блядь. И родственникларга да мен кутагам куйып койганмын. Туганларга, которые вот по крови меня туганларым бар, которые когда-нибудь узнают о моих, как говорится, действиях и моих планах, им тоже сразу я говорю, вот при всех вас, нахуй, это говорю, в эфир уйдет, запись идет, все такое. Я на них тоже ложил, нахуй, пятикратный, тысячекратный, нахуй, хуй, блядь, моржовый. Так что, как говорится, бізге туганымны да, нахуй, какой там чужойларны, нахуй, вообще нахуй, всех будем ебать, нахуй. Которые, блядь, в данный момент, нахуй, говорят, блядь, нахуй, русня это класс, нахуй, украинцы это укропы, нахуй. Вот подавно вот это марасота, нахуй, исчезнет, иншаллах. Главное, чтобы мы были живы и дошли до этих времен. Примерно так. Так. Идем дальше, по порядку уж. Что тут? Уральск, российский город. 2 жителей Западного Казахстана осудили за сепаратизм. 6 июня суд в Уральске приговорил 2 горожан к 5 годам колонии по статьям сепаратистская деятельность и разжигание розни. Что за хуйня? Посмотрим. Радио Азатлык. Ну, в принципе, Уральск это российский город всегда был. Стоп. Давайте сейчас. С украинским блогером. Считаете, если, не дай бог, конечно, спецоперация, вам нужно делать выбор. Вы за нас будете или за казахов? Если будет спецоперация, вот ты будешь за казахов или за русских, если Россия сюда придет? За русских. Спасибо. А вы? Как? А вы за русских? Заберите наш Петропавловск к себе, как О! Ну, все будет. Ваш вопрос, кого бы хотели видеть президентом вашей страны из всех президентов мира? Кто-то называет такая, кто-то за 3 года колонии. Все зависит. Нету? Зависит. Путина. Так. Только не говорите, что у меня опять, блядь. Нет, нахуй.
Какого хрена, блядь? Короче говоря, вроде бы Казахстан более-менее правительство начало понимать, я так понял. Начали сажать нахуй узкожопых. Не надеюсь, это правда, блядь, не пиздешь. Вот так вот. Так что, как говорится, если такие пошли, блядь, движения, ну, я думаю, блядь, на правильный путь они стали. В Казахстане, как говорится, правительство, может, так скажем, услышал зов народа, так скажем. Ну, что я могу сказать еще? Ну, а Башкортостанда, Татарстанда, само собой, так и не будет, потому что правительство, оно, само собой, мы старое не оставим, им ничего мы не будем, блядь, диктовать или что-то в этом роде. У нас будет просто, блядь, зачистка и все. Чтобы Башкортостанда, Татарстанда, узкожопые, нахуй, вообще, нахуй, не слышно их, нахуй, выше, вообще было, блядь. Ниже травы, ниже, блядь, плинтуса, нахуй, чтоб ходили. Они, я как сегодня высказывался, белые, понаехавшие, белые будут нахуй. Белые нам нахуй не нужны. Мы же черные, мы же бусурманы. Поэтому внутри черных не нужны белые нахуй. Какие-то лебеди конченые. Так, забастовка. Город Мияс, опять Челябинск. Опять Челябинск нахуй. Челябинск, нахуй, Иван Дулин, блядь, с красными труселями своими, нахуй. Рабочие подстанционного завода планируют забастовку. Рабочие автозавода «Урал» собираются протестовать. Их возмутил отказ работодателя повышать им заработную плату. О предстоящем 18 ноября 2-часовой забастовке работник бригады сборка платформы уведомила начальство первичной профсоюзной организации работников автозавод «Урал». Слесарь бригады требует включить надбавку окладную часть зарплаты. Реакция на их требования не устроила рабочих. На основании полученных ответов от работодателя мы приняли решение на участке тестирования и доработки автомобилей цеха главный конвейер бригады сборка платформы объявить забастовку в соответствии с российским законодательством, о чем предупредили руководство АО «АЗ Урал» заранее. Ранее профсоюз сообщал в своих соцсетях о том, что рабочие хотят, чтобы появившуюся вновь мотивационную надбавку в 16 твою мать, 16 тысяч 50 рублей перенесли в окладную часть их заработной платы. Посмотрим, насколько важен для руководства постоянно человеческий ресурс, насколько выполнимо справедливое желание работников получить больше, хотя бы не меньше остальных рабочих специальностей, которым надбавку включили в оклады, пишут рабочие. Автомобильный завод «Урал» является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Он расположен в городе Миясе, Челябинской области. Город Мияс, Челябинск, вот эта вся поеботина отойдет Башкортостанга. Поэтому как бы пусть там дохуя не беспокоятся. Из-за российского вторжения в Украину завод находится под международными санкциями всех стран: Евросоюз, Канада, США, Япония, Швейцария. Как производитель грузовых автомобилей и один из основных поставщиков бронированных грузовиков для российских вооруженных сил, которые использовали во время агрессивной войны России против Украины. И тут добавлю свое. Охуительно, да, ведь? Вот охуительно будет, когда мы захватим все свои земли, заберем когда свои земли, а Москва-то ебанутая. Москва, блядь, подобие Европы, подобие Америки. Она по сути, блядь, по сути ебанутая. Она думала, наверное, нахуй, она по жизни иметь будет эти земли. И строила все заводы вдали от Москвы. А в Москве там только Кутахбар, блядь. Мойгабутап и то. Если масло найдется, только торф там нахуй. Поэтому все заводы Татарстанда, Башкортостанда, Челябинске, да, все останется нам. Получается, как говорится, как они прихуярили себе нахуй точка и точка, или хуёчка, или как там, все и точка, блядь. Это Макдональдс нахуй отжали, Ашан отжали, другие места отжали, блядь, Мега, там что это еще было, блядь, Икею отжали, нахуй, все отжали, нахуй, грубо говоря, да, все отжали, нахуй, вражки, блядь, все забрали магазины. Вот то же самое будет, нахуй. Бумеранг, блядь, нахуй, я сегодня как раз-таки об этом рассказывал. Бумеранг, блядь, не отменили никто, нахуй, так что этот инструмент, нахуй, игрушка бумеранг есть, также будет и у нас. Так что все заводы останутся у нас. И поэтому больно не беспокойтесь, Урал, как говорится, мы за себя возьмем, как говорится, будут там люди работать и получать нормальные бабки, если, как говорится, оно нам надо будет, если.
Итак, дальше. Начал свой тернистый путь в Хохляндию, но не учел, какие неожиданные повороты могут на нем подстерегать. Короче, этот хуеплет. Хвостун. Свой, так сказать, тернистый путь на Украину, Хохляндию, блядь. Хохляндия. Держите там за меня кулачки, нахуй. Путин хуйло, слава Украине. Слышали? Его взяли в плен, сидит нахуй на коленках, на корточках, блядь, или на чем, блядь, на коленях. И говорит: Путин хуйло, слава Украине. Через какое-то время, нахуй. Короче говоря, нахуй. А так он, говорит, собрался в Хохляндию, такой весь, блядь, чистенький такой, а потом хуякс, нахуй, сидит, блядь, на коленях и этот. Ну, можете посмотреть в ТГ у меня и этом самом телеграме, сам этот соловиный помет какой-то, блядь. И тут вот высказывался сегодня тоже, так скажем, наш брат один, как два узбека, короче, два брата упиздили нахуй в армию, блядь, в Украину. Им попал нахуй этот какой-то бомба нахуй в ихнюю, блядь, БМПшку или чё, блядь, ну, машину в танк, короче. Танк нахуй расхуярило, говорит, там, блядь, щепки нахуй. И их тоже, блядь, не стало. В итоге, короче говоря, собирали только, наверное, мусорный пакет там 20 на 20 нахуй запчасти ихние и отправили в Узбекистан. Не знаю, как это называется, гроб, не гроб. Пакет людей, так скажем. Два брата в пакете. Новорожденные. Как обычно, Невзоров грузит всякую хуйню. И тут получается гробы, их разбирают, считают. Написаны фамилии, имена, куда, что. Ну, короче говоря, раз, два, три, раз, два, три. По три. Фу, блядь, аж противно смотреть. Представили, короче, как это, ангар какой-то, и там, получается, в этом ангаре приставили штабелями это палеты. Вот приставили, и тут, получается, гробы, как палеты лежат по 3 этажа. По 3 этажа гробы, короче. В гробах, получается, это мертвечина. И все, вот так. О, даже там, в этом еще где-то лежит. Еще, ой, блядь, еще, ёпта, там дальше. Еще там в тележках лежат еще. Ой, блядь, ёпта, катайский конь. Короче, ужас, манда. В телеге лежат такие, блядь, зелененькие человечки, блядь, нахуй. Охуеть. Там их еще, блядь, в гробы надо пихать. Ёпта, стафируллах. Вон, у одного нога торчит, блядь. Черная нога, пиздец, черная нога, блядь. Стафируллах. Короче, или угорелый, или африканец, блядь. Ну, короче говоря, там представили, блядь, этот огромный нахуй Валсбери, блядь, склад Валсбери. Вот этот склад Валсбери забитый товаром, мертвечиной. Так что скоро доедет до вас. Встречайте. Итак, вот здесь вот опять какая-то пизда комментария. Марина какая-то. Я живу на русской земле в Восточном Казахстане, пишет одна пизда, Марина. И не вижу причины изучать казахский язык. Я просто не буду общаться, вот и все. Я живу среди русского населения. И ей вопрос задают. Кто вам сказал, что это русская земля? Вот. В Казахстане что-то узкожопые, мне кажется, через какое-то время начнут, наверное, плакать, нахуй, и Путин, помоги, как, блядь, в Курске, нахуй, вот так будет, скоро мы посмотрим, они начнут орать, и потом Путин скажет, ну, наверное, войдем в Казахстан. Но в Казахстане там конкретно, нахуй, не этот швабры ждут их, конечно, там ждет хорошие, нахуй, как говорится, колы, на которых вас всех засадят, нахуй, казахстанцы. Поэтому, так что, надеюсь,
ваша судьба будет, как говорится, минимизирована нахуй. И сдохнете в Украине. Надеюсь, до туда вас Путин уже не отправит. Так. Что тут дальше? Перебежчица из Украины, военблогерша Татьяна Монтян, рассказала о большом числе дезертиров 500 в российской армии. По ее словам, повальное дезертирство связано с плохим снабжением и бесчеловечным отношением со стороны командования, которые гонят военных в мясные штурмы. Ну, давайте послушаем, о чем там. Их много в России, непонятно. Но если муж ваш говорит, что их достаточное количество там на, можно сказать, любой зоне, то, наверное, их тоже имеет место быть. Это те, кто заключили контракт, но поняли, что войну не вывозят. Там, как в анекдоте про мужика, который устроился пожарником. Там, коллектив прекрасный, платят великолепно, график чудесный, сутки через трое, но как пожар, так хоть увольняйся. Так и эти контрактники, когда там заключаешь, деньги дают, это хорошо, но когда тебя отправляют в окопы голого, босого, простоволосого, в железной каске и с мосинкой, то желание воевать как бы пропадает. Есть, конечно, очень хорошо укомплектованные боевые части, но откуда-то же берутся 500-е, и их немало. А естественно, от этого. А сколько жалоб люди записывают, что я там оператор... Вот кто-нибудь, кто шарит 500-й, что такое? Можете объяснить мне? 500-й, 200-й, что такое вообще? Я не могу понять. Зачем меня в штурмы, давайте я буду летать на ФПВ. Ну и так далее и тому подобное. 500, 400, 300, 200, 100, что такое нахуй? Это по запчастям, что ли? Кто что потерял, что ли, там? Я не могу понять, что такое 500-й, блядь, 200-й нахуй? Вроде мы всегда только 200-й, блядь, слышали. Откуда нахуй 300-й вышли сейчас? 400-й, 500-й, блядь, 600-й нахуй, Мерсы, блядь. Короче, все герои прутся на войну и, получается, сваливают оттуда. Ясно, блядь. Поэтому нехуй туда переть. Если не можешь осилить. Вот здесь вот один тоже ебан. Якут, короче. Раненый боец из Якутии 17 дней пробыл в окопе. Меня аж чуть не стошнило нахуй, когда я это читал в магазине. 17 дней пробыл в окопе и был вынужден отрезать себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови. Боец получил ранение, нога начала гноиться. Пакетик есть у вас? Но никто из товарищей не решился на ампутацию. А потом товарищей не стало, а нога стала гноиться еще сильнее. Тогда он решился сам ножом отрезать свою ногу. С отрезанной ногой он прожил в окопе 17 дней, пока его не забрала эвакуационная группа. Охуеть. Как можно 17 дней отрезанной ногой, а как у него еще кровь не вытекла? Хуево, блядь, стафируллах. Ну вот одноногий пират теперь он, блядь. Давайте послушаем, что он говорит. Вот это, с Якутии, да, Сань? Это человек, который сколько дней в окопе? 17 дней? 17 дней, который ногу сам себе отрезал, блядь. Когда загноилась, блядь. Товарищи не стали, побоялись отрезать, блядь. Обкололся, не попал, отхуярил ногу. А так бы сдох бы, блядь, как собака, блядь. Пиздец. Вот такие вот, блядь, у нас есть отважные ребята, которые яйца, блядь, титановые, не стальные. Это не там, блядь, которые сидят патриоты, зетки. Вот мужчины, блядь, кого награждать надо. Загноилось, черви пошли, блядь. Последний тюбик нефопама въебал и отрезал, блядь, ножом нам. Чем резался? Ножом пилил. Вот так вот, блядь. Вот и смотрите, блядь, и запоминайте этих людей. Стаферлах. Кость, говорит, автоматом нахуй что-то делал. Кость, блядь, дальше как резал. Стаферлах. Уф, мне аж плохо нахуй стало от этого нахуй. Ёбаный в рот. Это нужно же, блядь, нахуй, блядь, этот садомаза нахуй быть. Так, курс доллара превысил 100 на торгах. Ну, понятно, пиздец пришел. YouTube заработал без VPN спустя 20 минут после слов Путина, что он разберется с замедлением. Сервис сообщает читателю, проверяем, у кого уже работает.
И что, на самом деле работает? Есть тут этот? Кто там? У кого медленный YouTube был? Интересно. Первый замглавы администрации Путина Кириенко и глава ДНР Пушилин приехали в Угледар, чтобы посмотреть на руины и пообщаться с людьми, которые прятались в подвалах и которым чудом удалось выжить. Да-да, такой русский мир они и принесли мечтающим оказаться в России. Ни одного целого дома. Ну-ка, посмотрим, блядь. Объехали город. Ни одного целого дома. Всегда сердце кровью обливалось, потому что вот оно вроде бы рядом, а вот оно и референдум-то, естественно, проходил. Мы что же поняли? Да, потом Проголосовали. Спасибо вам большое. Ждали Россию. Мы есть Россия, мы и были Россия. Пиздец, нахуй. Такие все радостные, я в ахуе, блядь. Мы, говорит, Россия, блядь. Мы ждали, говорит, Россию. Я просто поражаюсь, блядь, над такими людьми, блядь. Это все имущество, что у людей осталось. Ну да, всегда болезненно. В Курске, блядь, нахуй, все бомжуют, нахуй. Смотрите, из программы компенсации возможно несколько подходов. Можно денежную компенсацию, можно будет непосредственно Ага. построено. Взамен разрушено. Ага. Взамен, блядь, разъебанного они будут строить. Еще этим бабаям, нахуй, по 50-60 лет, нахуй, минимум. 70, наверное, там. И они будут ждать, нахуй, когда жилье построят там, блядь. Ебанутые. Уебок, блядь, Шахназаров сказал, оказывается. В России могут разблокировать YouTube. Вопросом займется сам Владимир Путин. Ой, блядь, глава Мосфильма встретился с президентом и объяснил, что блокировка платформ бесполезна. Все ограничения легко обходятся и от них страдают обычные россияне. Я разберусь, я посмотрю. Ответил ему Путин, блядь. Ебан, блядь. Пиздец, нахуй. Я никогда не думал, что, блядь, такие, блядь, армяне, нахуй, пиздализы, блядь, нахуй. В правительстве, нахуй, России, блядь, нахуй, находятся армяне, которые, нахуй, пиздализы, блядь. Я поражаюсь, нахуй, блядь. После этого, нахуй, они, блядь, все такие, блядь, бегают, нахуй. Нет, мы такие армяне крутые, все невъебенные, нахуй. Мужики все, блядь, нахуй. А хуй тогда вы, нахуй, блядь, топите-то, нахуй, блядь, с уёбками, блядь. Если вы такие невъебенные, нахуй, армяне, блядь. Вот. Ебите вот своего, нахуй, вот этого мудака, нахуй. Или он тоже у вас манкуртом считается? Трупозаготовочная промышленность России бьет все рекорды и выходит на новый уровень. Россия стремительно и бесповоротно трупеет, блядь. Стафирлах. Если раньше российский драматург еще мог назвать свою пьесу «Живой труп», то к 2024 году живых трупов уже не осталось. На широкую ногу поставлены не только сами трупозаготовки, но и упаковку продукции, складирование и транспортировка военных жмуров стали масштабны и высокотехнологичны. Наверное, этот ВБ занимается. Валсбери и Озон. Доставка на дом вашего мужа и сына, блядь, нахуй. По запчастям, как хотите, нахуй. Нарежем, блядь. Количество ТЦС, трупосортировочных цехов увеличилось за год почти втрое, блядь. Бля. Сейчас их 82, блядь. Огромные 100-метровые ангары. Ну вот я говорил же до этого. Сменили закутки и сарайчики 23 года. Непрерывный и стремительный поток СВОшных покойников пакуется и раскладывается в ЯД-001. Каждый из которых имеет вкладку из анциконового железа. К ящику прилагается справка об опайке. Размеры яд позволяет... Блядь, что такое яд, конечно, блядь? Какой-то ящик, наверное, блядь. Ящик труп может, блядь, яд. Ящик труп, нахуй. С комфортом при необходимости разместить в одном ящике тело близких родственников, братьев, отца, сына и т.д. Аузубилля.
О, а я вам что говорил до этого? Вот в пакетиках каждого положат, там с левой стороны отец, справа сыночек, там слева сын сына, блядь, внук. И вот так троих нахуй в один гроб нахуй заебенут и отправят. И в одном гробу троих заебените, алзубилля. На этих сияющих комбинатах никто особо не заморачивается опознанием или генетикой. Само собой там, блядь, Иван, татарин, не татарин, якут, не якут, нахуй, кыргыз, казах, всех в одной, заебенут и все. Да и незачем. Как правило, благодарные родственники не суют нос в запаянный цинк, а при получении просто перемещают его в похороночный гроб с рюшечками и крестом. Да и увлекательная процедура поминок избавляет от лишних мыслей по этому поводу. Аузубилля. О чем он, блядь, пишет? Опять этот Невзорова, блин, скинули. Это он так, блядь, подъебывает. Что тут то же самое я смотрел? А, ну да. Ну да, вот это то, что я смотрел. Фу, блядь. Да уж. А, в Украине как происходит, интересно, блин. В Украине как хоронят. Тоже интересный момент. Тут что? Пошли раз на раз. Если ты, конечно, мужик. Ну давай, Саш, давай, посылай. Нет? Молодой человек. Да. Ты ничего не перепутал же? Нет. Я военный комиссар Тверской области. Пошли раз на раз. Если ты, конечно, мужик. Ну давай, Саш, давай, догадывайся. Что за дерьмо? Так. Так, почитаем интересное. ВСУ ударили. Да заебало. Куда она делась? ВСУ ударили по военному объекту в Белгороде. Предварительно ранено несколько срочников. Пепел. По данным Пепла, ВСУ нанесли ракетный удар по одной из площадок с военной техникой, расположенной на улице Садовая. По фото видно, что ракета попала в крышу одного из зданий на территории площадки, где стоит несколько военных Уралов. Также военную технику видно на спутниковых снимках с территории этой площадки. Белгородские медиа изначально опубликовали фото с прилетом, на котором было видно военную технику, затем обрезали его так, чтобы не было видно военных грузовиков, а впоследствии удалили фотографии из своих лент. Вот и все. Летят, как говорится, к вам. Потом зайду в этот Куштау нахрен, Байрам почитаем. Так, Егерме и Кекише слева, Ункише справа. На всякий даже вот справа что-то С. Интересно. Так, Абзилевский район, Аскарова, что тут пишут? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда жаловаться? Почему мужчин предпенсионного возраста вылавливают посреди своей же деревни и заставляют подписывать контракт на СВО? Забир Сабирьянович, вам не стыдно? За 80 тысяч рублей всех подряд отправляете в военкомат. Отчего же сами не идете? Вы ровесник моего отца. Чем он вам помешал? Идите на пару с ним. Или добровольцы закончились? Начали делать так же, как и на Украине. Вылавливают, пересаживают с машины и алга. Позор вам, Забир Сабирьянович. Абзелиловский район. Абзелиловский район, Аскарова. Абзелиловский район. Интересно. Правда Башкирии. Дайте-ка зайдем, почитаем, что там у них интересного еще есть. Короче, архитектурный скандал. Короче говоря, то, что там в Башкортостане делают, блядь, нахуй, вот эти всякие статуи, нахуй, все надо вычистить, нахуй. Сука, взорвать все эти статуи сраные, нахуй. Все они, вот здесь говорится, что, блядь, нарисовали их, блядь, хуй знает, кто его делает вообще, блядь. Что за криворукие, нахуй? Какие-то страшных, нахуй, блядь, статуи понаставили, блядь, везде, блядь, уебищных, нахуй. Девочки какие-то страшные, женщины страшные, нахуй. Нахуя эти вообще статуи, нахуй?
Башқұртстан білен Татарстанда құттаққа ма статуяларына? Ішлей білмейсің нахуй. Құттаққа қоясың статуяны, блядь. Художники сраные нахуй. Уебищелар, блядь, такие страшные нахуй. Нахуя, блядь. Криворукие нахуй какие-то, блядь, скульпторы сраные, блядь. Цены на бензин Хабиров не в теме. Это чмо Хабиров. Какая может быть тема нахуй у него? Темы нет, блядь. Давно уже. Чё это? 13 ноября, 14. Так, Ялалов и Арслан Нигаматьянов дали понять, что Тимур-Булат Каримов абсолютно не способен руководить Башкортостаном, что он некомпетентный и просто лох. А ту должность, которую он сейчас занимается, это не просто глава того самого знаменитого подмосковного городка Плес, блядь, а его туда поставили, чтобы избавиться от него в ссылке. Короче, по словам Рашита Ялалова и Арслана Нигматьянова, это тот Арслан Нигматьянов, что ли, этот уебок опять, блядь. Тимур-Булат Каримов неудачник и чмо. Интересно, а эти слова Ялалова и Нигматьянова приказал так написать Бадранов? И понимает ли он, что Тимур-Булат Каримов и Сечем просто могут стереть их в порошок? Каримов. Тимур-Булат Каримов. Мустай Карим. Мустай Карим. Мустай Каримов это что ли, блядь? Сын или внук или что он, блядь, там? Понятно. Так, тут что? Водочки нам принеси. Как чекисты, глава РПЦ, олигархи, дети Шойгу и Мишустина летают за границу под видом дипломатов. Путешествовать в статус дипломата удобно, при этом можно даже не быть дипломатом. Как выяснил инсайдер, дипломатические паспорта в России имеют друзья Путина, генералы ФСБ, дети высокопоставленных политиков, патриарх Кирилл, топ-менеджеры госкомпаний, включая Игоря Сечина, а также миллиардеры Олег Дерипаска, Алишер Усманов и Игорь Юсупов. Одновременно с этим часть близких к Путину олигархов числятся в России почетными консулами зарубежных государств, в том числе и европейских. Ну понятно, этим уёбкам, получается, летать можно легко, блядь. Узники, час один судьбы. Узники, мы сейчас слышим о политических заключенных в России, иногда о военнопленных украинцах. Но есть еще одна категория узников, о которой мы... Что за фильм, я не знаю. Узники. Так, окей. Так, ничего особенного, просто у Соловьева на канале обсуждаю, как правильно дрессировать украинцев и держать их в состоянии животного страха, потому что на самом деле они почему-то ненавидят тех, кто на них напал. Вот это и есть чистейший фашизм. Давайте-ка этих пидорасов послушаем. И до последнего, пока будет существовать Украина, пока будут люди, которые себя называют украинцами, они будут так делать. Ну, разве Людмила Леонтьевна Денисова, уроженка Архангельской области, прожившая всю жизнь в Крыму, а сейчас поработавшая омбудсменом на Украине, которая говорила о сколько там миллионов украинских бабушек и детей, изнасилованных в Буче и в окрестностях русскими солдатами, да? Ну, вот она разве может себя украинкой считать какой-то там этнической или полуэтнической? Нет. Но она украинка, потому что она выросла. Она перестала быть русской, перестала быть человеком. И таких там, к сожалению, огромное количество. Чтобы их превратить... Вот здесь комментарий, ну-ка почитай-ка. Что так? Так, салям. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам Татарстану. Что за канал, почему не арестовали до сих пор? Ильгизяр Зайнуллина. Ильгизяр Зайнуллина. Канал Шайтанов. Ой, блядь, Ильгизяр Зайнуллина. Ильгизяр, блядь. Сен хотын кішімі, блядь, нахуй. И ир кішімі, блядь, нахуй. Чё за нахуй? Имя нахуй. Так. Теракт в Крокусе.
в Москве устроил ФСБ совместно с израильским Моссадом. За месяц до теракта в Москву приехала делегация Моссада для подготовки теракта. Курировали теракт офицеры ФСБ, роль исполнителей. Ну, понятно, гандоны. И на этих этот закинули, на таджиков. Сырец был толковый. Да. Почему у тебя мало просмотров? Почему у тебя мало просмотров? Ну, потому что не заходишь. Заходи почаще. Так, автор канала правильно делает, просвещает своих. Ай, Рахмат. Так, да, русские нацисты сказали, всех нерусских израильских выгоден кавказцев из Кавказа, татар из Татарстана, башкирцев из Башкортостана. Да. Хуем, блядь. Так, для... Все русские это пятая колонна в Казахстане. Мы знаем, что они враги. Для показухи сажают по мелочи. Там расстрел должен быть за измену родине, а не 3 года. Это показуха, чтобы мы успокоились. Понятно. С 1 марта 2022 года к нам в Казахстан понаехало 600 тысяч русаков. Токаев дал им вид на жительство, открыл счет в банках, разрешил открыть 15 тысяч предприятий. Вот гандоны. Так. Ты кто такой? Ты мухи головастика друг. Как относишься к Токаеву? Чё за мухи головастика друг нахуй? Как мебели. Да, какой-то автомотив экспорт. Какого мухи, блядь, нахуй? Мух тут нету, нахуй. Мухи, блядь. Только есть, блядь, борьба против узкожопых. Мух нету. Обратно в людей, их надо уже не воспитывать. Их надо дрессировать. Другой вот методики они не поймут и не почувствуют. Мы можем завалить их после того, как зайдем туда квартирами, участками, деньгами, льготами, чем угодно. Вон у меня тут в 3 кварталах живет сволочь с Волыни. Эта сволочь получает здесь пенсию. Но гражданство российское эта сволочь не получила. Родня понаехала, до сих пор украинские номера на автомобилях. Они русофобы, они украинские флажки ходят по ночам, где-то рисуют. И что? Они нас ненавидят. Они ждут своих. Вот просто сидят и ждут. И единственное, что не позволяет им нас убивать, это страх. Что как только они выйдут это делать, мы их убьем. Вот если бы у них этот страх пропал, как у тех, кто там с той стороны, они бы здесь ходили по Симферополю и давно бы уже нас убивали. Как одна сволочь, которая сидит у меня в гаражном кооперативе, работает охранником. Она просто это... Вот этого гандона тоже найдем и замочим этого пидораса, вот этого, блядь, усатого нахуй. Чё за пидор нахуй это вообще? Кто такие нахуй? У Соловьева на канале какие-то. Соловьев лайв какой-то, блядь. Уёбки какие-то. Веселовский какой-то. Веселовский, блядь. Боится со мной связываться, потому что знает, что ее посадят за то, что оно... Салам алейкум. По-другому не бывает. Их надо дрессировать, их надо ставить на место. Они должны бояться. У них животный страх должен быть безостановочный. Вот здесь остановлюсь. Окей, прям мои слова, блядь, говорит. Узкожопых в Башкортостане и в Татарстане точно так же мы будем дрессировать. Учить башкорт тіліне, татар тіліне будем их дрессировать. Алифбе будут изучать. Не нравится нахуй, уедут нахуй. Свои, блядь, торфяники нахуй. Грызть нахуй там, блядь. Торф, блядь. И сосать у своих там. Если, конечно, украинцы оставят им Москву. Они, как говорится, я советую, чтобы там был Киев-1 или Киев-2. Остановка всех, как говорится, самолетов. Так что там хорошо будет Украине. 3 аэропорта, считай, готовых уже. Домодедово, Шереметьево. Все переименуете, чтобы другие названия были. Все будет нормально. А сейчас, поработавши
омбудсменом на Украине, которая говорила о сколько там миллионов украинских бабушек и детей, изнасилованных в Буче и в окрестностях русскими солдатами, да? Ну вот она разве может себя украинкой считать какой-то там этнической или полуэтнической? Нет. Но она украинка, потому что она вырусь. Она перестала быть русской, перестала быть человеком. И таких там, к сожалению, огромное количество. Узкожопые, оказывается, человеки, блядь. Обратно в людей, Охуеть. их надо уже не воспитывать. Их надо дрессировать. Другой вот методики они не поймут и не почувствуют. Мы можем завалить их после того, как зайдем туда квартирами, участками, деньгами, льготами, чем угодно. Вон у меня тут в 3 кварталах живет сволочь с Волыни. Эта сволочь получает здесь пенсию. Но гражданство российское эта сволочь не получила. Родня понаехала. До сих пор украинские номера на автомобилях отправляют им нас убивать. Это страх, что как только они выйдут это делать, мы их убьем. Вот если бы у них этот страх пропал, как у тех, кто там с той стороны, они бы здесь ходили по Симферополю и давно бы уже нас убивали. Как одна сволочь, которая сидит у меня в гаражном кооперативе, работает охранником. Она просто, эта сволочь, боится со мной связываться, потому что знает, что ее посадят за то, что оно меня убьет. Вот и все. По-другому не бывает. Их надо дрессировать, их надо ставить на место. Они должны бояться. У них животный страх должен... Бояться, щемиться будете вы от нас. Потому что вы думаете, наверное, башкортлар, татарлар молчат. Да, наши манкурты молчат внутри. Но мы-то не манкурты. Как говорится, мы трезвые люди, блядь, которые, блядь, нахуй, не склонили нахуй перед вами, ни перед кем нахуй. Только сәждәгә маңгайны куябыз. Аллаға шүкір. А вот которые тагуты, которые оларны сәждәсі нахуй Путинны кутағына сәждә қылғанлар, Башкортстанда, Татарстанда, все нахуй вот возле него и будете похоронены. Всем вам нахуй мы, как говорится, это предоставим, блядь. Отрежем, блядь, у Путина член нахуй, похороним, блядь, вот возле этого члена всех вот этих пидорасов. Хабирова, Миниханова, всех будем туда, Кадырова, всех возле члена Путина нахуй будем хоронить нахуй. Так что имейте в виду. Так. Опять, блядь, Невзоров. Пиздец, блядь. Бывшая проститутка ошарашила всю Москву. Не в тему, конечно, но прочитаю. Рассказав правду. Я видела такой пиздец, что у обычного человека выпадет челюсть от увиденного. Пьяные оргии звезд. Эстрады, отели, где продают людей, и заброшки метро, где богатые дяди творят ужасные вещи. Вы скажете, она преувеличивает? А вы просто не читали «Москва не спит». Там показывают обратную сторону Москвы, которая развеет весь лоск вокруг столицы и поменяет ваше представление о ней. Это реально полный трэш. Смотрите сами. «Москва не спит». Хуй его, блядь, как его найти? Ну, кому интересно, можете посмотреть. В телеге я такую хуйню, это, как говорится, не смотрю. Не до этого, блядь. И так дальше. Фильм о гражданских украинцах, схваченных силовиками РФ. Я думаю, многие услышали про политзаключенных в России, военнопленных украинцев, но есть еще одна малоизвестная категория узников, гражданские украинцы, схваченные российскими силовиками на оккупированных территориях. Их могут арестовать за все, что угодно, от фото российской техники или украинского флага до разговора на украинском языке. По оценкам правозащитников, таких узников минимум 5 раз больше, чем всех признанных политзаключенных в России. Эти люди обычно исчезают после задержания и близкие годами не знают об их судьбе. Иногда они появляются в сюжетах российской пропаганды, сломленные со следами пыток, вынуждены признавать нелепые обвинения. Наша команда выложила фильм «Узники».
А, вот этот фильм «Узники», понятно. Первая серия основана на 3 историях, рассказанных родственниками украинской гражданской узников, матери, у которой ФСБ забрала сына, жены, потерявшей мужа, и молодой девушка, оставшейся без родителей из-за оккупации. Так что, кому интересно, правда, можете посмотреть. Так, здесь что тут говорит? Башкиры – это Габасов. отдельная нация. У нас еще недавно был свой суверенитет, свой президент, своя экономика, своя система образования на башкирском языке. Именно мы, башкиры, автохтонный народ, давший название этой республики. Мы живем здесь уже больше 1000 лет. Мы создали наши народные эпосы, легенды, сказки, которые мы читаем детям. Мы здесь приняли ислам и создали эту республику, несмотря на постоянную попытку ассимиляции со стороны России. А сейчас именно башкиры, несмотря на искусственные голодоморы, репрессии, выступают лидерами общественной жизни в республике. Защита Куштау, протесты в Баймаке и, как следствие, больше всего политических заключенных в России – все это мы, башкиры. А сейчас нам в школах рассказывают, что наше государство создал какой-то Рюрик. Мол, это Москва снизошла и создала для нас республику. Что наш язык не такой важный, как русский. И наши народные сказки не такие интересные, как русские. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народа. Да. О, башкортнака, татарнака ничего не интересно почему-то. А нам-то интересно. Если узкожопым это не интересно, пусть хвалят нахуй. Нахрен они нам нужны, блядь. Неинтересные, блядь. Так, дальше. Инсайдер. Шольц и Мерц. Что за Мерц нахуй? Какой-то Мерц, блядь, появился еще. Спешат на помощь. Как от исхода политического кризиса в Германии зависит поддержка Украины? Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось согласиться на проведение досрочных выборов 23 февраля 2025 года. В главный российский милитаристский праздник День защитника Отечества немцы решат продолжить ли поддерживать Украину, потому что ответ на этот вопрос прямо зависит от того, каким будет новое немецкое правительство. В данный момент вопросы лидируют христианские демократы. Их лидер обещает усилить помощь Украине, но проходившие в 2024 году в Германии региональные выборы показывают, что в новом составе Бундестага сторонникам расширения или даже продолжения поддержки Киева в прежнем объеме придется непросто. Ведь туда пройдут в большом числе такие партии, как Альтернатива для Германии и блок Сары Вегенкнехт, созданный только в 2024 году и настойчиво продвигающий кремлевские нарративы. Да, вот этот Альтернатива для Германии, это гандоны, это нацисты. Опять это та поеботина, которая, блядь, грозит нахуй депортацией всех нелегалов, вот этих беженцев и так далее. Тоже как бы уничтожение тех, которые, блядь, просят убежище и так далее. Вот это поеботина. Но блок Сары Вагенкнехт не слышал, блядь, что за тоже уёбки нахуй. Короче говоря, ну, я думаю, такого не будет, конечно, им в руки никто не даст, если, конечно, опять-таки этот Трамп, пидорас, нахуй, что-нибудь там не намутит, нахуй, в Европе. А так, я думаю, ну, так скажем, блядь, Германии, по сути, поебать, нахуй. В Германии вообще похуй, блядь, потому что они, блядь, нахуй, там половина, нахуй, узкожопые, нахуй, там, блядь, хуй поймешь, кто рулит, кто не рулит, нахрен, поэтому, так что туда, блядь, больно... Я ставку не ставил бы. Вот так вот. Более-менее, может, блядь, в Европе кто может помочь, это, не знаю, блядь, или Англия, или Франция. Вот что-то такое, блядь, нахуй. Вот где-то, вот что-то. Может, даже Норвегия даже, нахуй, не знаю, блядь, до такой степени, наверное. Может, что-то даст, конечно, хз, блядь, нахуй, но... Не гарантированно, блядь, нахуй, что они что-то делают. Ну вот когда, конечно, блядь, если Путин захочет залезть, нахуй, в Польшу, блядь, или что-то в этом роде, какой-то страх у них появится, может, они, конечно, что-то начнут щекотиться, блядь, а так нихуя. Вот так вот. Влияние России на Кыргызстан. История и причины. Кыргызстан, страна переживает. Ну вот давайте вот насчет Кыргызстана тоже я в тот день говорил. Кыргызы, не знаю, у меня сидят или нет. Вы же такие герои
меняли своего президента, блядь, аж 3-4 раза, да, ведь? И тут такое хуйню на днях услышал, блядь. Да хуя хуйни слышу, но, блядь, уже обращать даже внимания не хочу, блядь. Но вот это, блядь, меня аж, блядь, взбесило, блядь. 1 миллиард, нахуй, у народа, оказывается, через векселя, через всякую поеботину, всякие лотереи, хуеи, блядь, нахуй. С народа хочет, оказывается, этот пидор, нахуй, тюремщик, нахуй, кыргыз, блядь, который президент ихний, блядь, выставил такую тему, блядь, с народа собрать, оказывается, 1 миллиард, нахуй, для поддержки Кыргызстана. Вот такая хуйня вышла. Ну, надеюсь, блядь, быдло народ, нахуй, не будет кыргызы и не будут собирать эти деньги. Надеюсь, они не опустятся ниже плинтуса, как мы в России, блядь. Если все-таки вы же, блядь, гоните там, нахуй, то, что вы же, блядь, кукрак-кясуга, блядь, айтасыз, что с независимый, ну, давайте посмотрим вашу независимость. Давайте докажите свою независимость, полностью, блядь, соберитесь, нахуй, и уберитесь, нахуй, в Кыргызстан. Съебитесь, нахуй, Российдан, блядь, полностью. Полностью. И восстановите свой Кыргызстан, блядь, экономику свою поднимите и так далее. Нехуй, блядь, подметать, ходить, нахуй, и на войне участвовать, нахрен. Нехуй, блядь, в России, нахуй, пиздолизовством заниматься. Вы порвите, нахуй, в унитаз слейте, нахуй, все свои паспорта, которые понабрали, блядь. Все равно, когда у нас будет независимость Башкортостана с Татарстаном, вам эти паспорта нахуй не нужны будут. Потому что рашки не будет, блядь. И эти паспорта у вас будет 0, нахуй. Это касается и узбекам, и таджикам. Так что можете смело, нахуй, как вот один узбек пока только сделал, сказал, отказался от гражданства. Вот примерно так. А вы начните как-то его сжигать, нахуй, я не знаю, блядь. Или кутыгиз насыбрыгиз, нахуй. Я не знаю, блядь. Засуньте куда-нибудь, нахуй. Он не нужен уже. Вот и все. И едьте себе домой и живите там. Все равно ваши суммы такие же, как и рубли, блядь. Одинаковые хуйни. Эквивалент, нахуй, одинаковый. Какого хуя вы там в России ищете, если у вас одинаковый курс почти, блядь, нахуй. Тут 100, там тоже, блядь, где-то 80. Нахуя с шила на мыло менять, блядь. Я был, наверное, дома лежал бы, блядь. Нет, в Россию приезжают, в резиновых хатах живут, нахуй, и потом везут деньги, оказывается, в этот Кыргызстан, блядь. Нахуя, блядь. Эти времена уже прошли. Эта нищета прошла, блядь. Уже вы 25 лет этой хуйней маетесь, блядь. Уже пора домой ехать, блядь. За 25 лет вашим детям в 25 лет уже, блядь. Вашим детям уже 25 лет, блядь. Как этот Путин, пидор, нахуй, сел на вашу голову, нахуй, и насрал, блядь. А вы до сих пор ему лижете, нахуй, жопу. Вы думаете, что, блядь, нахуй, кыргызы невъебенная нация, блядь, туда-сюда. А чё мы, блядь, башкортлар, татарлар, чё, ниже вас, что ли, блядь? Или тупее вас, что ли, блядь, нахуй? Или вы такие хитро выебанные, нахуй? Можете посидеть и с русскими, нахуй, на одном стуле, блядь, и сами посидеть там, блядь, в своем Кыргызстане. Вот это я не могу понять, нахуй. Узбекам то же самое касается. Я их постоянно тоже им, блядь, твержу об этом, нахуй. Пиздуйте домой, нахуй. Таджики вроде поняли, их так и так не пускают уже. Прутся они тоже, конечно, вот на днях только читал тоже. Едут, нахуй, хуй его, зачем едут? С аэропорта их возвращают все равно, блядь, таджиков. Кстати, одного таджика с Германии тоже отправили, уже посадили его. Вот немцы тоже пидорасы. Они тоже не понимают, блядь, что им, когда говорят, нахуй, нельзя им, нахуй, Таджикистан, блядь, там гестапо, нахуй, Рахмон этот сраный. А нет, отправляют. А Норвегия такая же была, Германия такая же, им похуй. Меня тоже, блядь, в 2 местах в прошлом, блядь, так же сделали. И Германия, и Норвегия меня постоянно туда-сюда гоняла, нахуй. Своими сраными, нахуй. Уезжай, блядь. Поэтому, как говорится, когда вы соберетесь ехать сюда, вдруг, да, ведь, вы как-то инструктируетесь, блядь, у знающих людей, блядь, как сюда заезжать и в какую страну ехать. А то все, вон, блядь, у меня знакомые дагестанцы попиздили в Германию. Они любят ли Германию, понимаешь ли? И что? Сидят, все равно документов нету. Хули в Германии делать, блядь? Если тебе все равно документ не дают, кутак барманда, блядь. Живи, блядь, в такой стране, блядь, где тебя не прессуют. В Норвегии, Германии, блядь, прессуют. Если не прессовали бы, нахуй, наверное, я тоже там жил бы. Вот так вот. Так. В Москве и других регионах России начались облавы на призывников. Людей хватает на улицах, как кому-то приходит, сейчас сколько кто-то получает смс-ки. Ну, само собой.
вы думали, что мобилизация не будет? Вот это и есть та ехидная, нахуй, из-под тишка, нахуй, мобилизация. Вы не понимаете? Вы такие вот, все такие, блядь, умные, блядь, нахуй. Вы думаете, нахуй, вот, мне тоже здесь вопрос задавала одна, блядь, овца, кое-какая, нахуй, из ментов, блядь. Я ей тоже красиво ответил, нахуй. Я не знаю, блядь, так, когда я, раньше, наверное, да, ведь как-то, блядь, когда в это дело сувался, блядь, как-то был неопытным, наверное. Мне как-то было странно, блядь, не понимал всего, да, ведь. А теперь, поняв, блядь, всю эту политику, эту всю хуйню, как говорится, беженство и так далее, блядь, просто, нахуй, в своем, блядь, нахуй, интервью и так далее, в допросах, блядь, конкретно, помню, блядь, я отвечал. Она мне говорит, война же, и мобилизация же закончилась, говорит, в 22 году, блядь, нахуй, где-то в ноябре или в октябре. А я ей говорю, а ты уверена? А сейчас я говорю, что идет, блядь? Она мне это через 2 года говорит, представляете? Через 2 года она мне этот вопрос задает. Я уж на нее же не буду материться, нахуй, все-таки, блядь, публика же. В ментовке же я нахожусь все-таки, да, и тут получается, блядь, нахуй, эта овца мне говорит такую хуйню, типа, блядь, нахуй, надо было, говорит, вернуться, все же вернулись. Я говорю, у тебя, говорю, именно такая информация есть, а информация того, что, блядь, 2 года, блядь, идет, нахуй, мобилизация, 2 года, нахуй, умирают люди, блядь, 2 года идет война, это тебя не касается, я говорю, ей вот, типа, ответку, вопрос дала. Она не смогла ответ найти. Она реально не смогла ответ найти. Плюс еще у меня, блядь, переводчик ебанутый, нахуй, оказалось, блядь, это или узкожопая была, какая нация была, я не знаю, блядь. Это пидораска не знает нормально французского языка, сука. Она не могла, мычала, нормально переводить даже адекватные ихний же язык, блядь. Ихний же язык не может переводить, блядь. На французский, блядь. Получается, она не знает французский. Исходя от этого, я понимаю, что, блядь, нахуй, вот эти призывы, вот эта вся хуйня, которая происходит, блядь, в России, один раз выходит закон. И этот закон, имейте в виду, остается на всю жизнь. Его не бывает, что нету. Понимаете? Допустим, возьмем пример. Где вы видели, допустим, закон какой-то вышел в свое время, допустим, не призывникам, а просто вот нелегалам, допустим. Ну вот регистрация нужна. Просто обычная регистрация. Обычную регистрацию раньше они делали на почте. Все делали на почте, блядь. Хозяин даже толком не идет, вроде идет, не идет. Просто на почту идут, дают адрес, все, зарегистрировали. Примерно вот такая хуйня была у всех этих нелегалов. А потом дальше больше они что сделали? Его убрали они? Нет. Они сделали нахуй патент, блядь. Ничего никто не убирает, поймите, блядь. Любой, который вышел закон, он просто будет укрепляться и продолжать просто нахуй по-другому. И вы думаете, что Россия дальше что-то изменилось так, что, блядь, мобилизацию же отменили, а все не будут забирать. Да, они не будут забирать. А вы что, когда вы мобилизация была, нахуй, сваливали, нахуй, допустим, да, это вот мы все свалили, нахуй, в этот момент, блядь, они что, блядь, тупее нас, что ли? Правительство сидят, блядь. Они что, не могут, нахуй, такие же, блядь, другие выходы сделать, что ли? Да, они без отмены, нахуй, как говорится, точнее, блядь, без сказания, блядь, мобилизации, они просто сделали, нахуй, давайте по-черному собирать, нахуй. Вот и все. Мобилизации, по идее, нет. Не шарахать народ, чтобы опять, нахуй, не бунтовали, нахуй, по 15 километров, нахуй, в сторону Казахстана. Чтобы этого бардака не было, просто зачищает. Во время, блядь, коммунизма, НКВД и так далее, вот эта вся поеботина, что делала, нахуй? Бездна Башкортостанга, Татарстанга, вот таким образом они и заходили. Вот таким образом они зачищали, таким образом ловили, стукачи и так далее. Вот то же самое. Вот такое пидорастическое время мы живем. Получается, наши деды, прадеды тоже это прошли, протерпели. И у нас то же самое. Ну, значит, время пришло нам не терпеть, блядь. Время, наверное, уже пришло, блядь, нахуй, встать, нахуй, и раком всех, нахуй, вот таких, блядь, которые, блядь, посылают своих шнырей, блядь, по хатам, блядь,
подобие, блядь, Алсынова и так далее, всех, блядь, забирают нахуй, избивают, убивают, блядь. Нахрена, блядь, терпеть? Объясните мне. Нахрена терпеть этих гондонов, которые, блядь, нахуй не в своей земле командуют Башкортостан халқы, блядь, и Татарстан халқы, блядь, командует деталер, урыслар, блядь. У қайда шунда видно мне, объясните, блядь, какого хрена, блядь, нахуй, вы подчиняетесь, блядь. Ты только можешь подчиняться своему отцу и матери. И то крайняк. Если они, блядь, все решают по закону. Если они тоже говорят, нахуй, малаем бар сугушка, ну, тоже ты можешь хуй забить на них. Поэтому, исходя от этого, нахуй, закон, блядь, который сейчас в России, блядь, нахуй, он не для вас. Башкортостан, но Татарстан под этот закон не должен подписываться. Просто, нахуй, научитесь забивать хуй, блядь. Значит, если вы не можете хуй забивать, значит, шыгыз, нахуй, как всегда я говорю, блядь, шыгыз, блядь, шетельге, собираемся и заходим на Москву. Идем на Москву, нахуй. Вот и все. Решать, блядь, порядки наводить, как говорится. Проблемы наши. Кто нам, нахуй, хозяин, кто нам не хозяин. Давай будем, как говорится, решать эту тему. Сколько можно уже, блядь, нахуй, думать, что, блядь, нахуй, вот, если менты придут, все, пизда нам, ой, если русские придут, нам пизда. Вот таким мышлением, нахуй, хватит жить. Что вы думаете? Вы думаете, что, блядь, нахуй, вот это терпение, блядь, нахуй, ваше, блядь, какому-то добро приносит, что ли? Может, вы, как говорится, пока под гребенку эту не попали, и вы живете, и вас как бы проходит это мимо, а которых не прошло. До этого он читал, да? Гробы по 3 этажа, блядь. Еще в 3 этажа, еще в одном гробу могут, оказывается, находиться вся семья. Этажи, в этажи, блядь. Точнее, ряды. Вот и все. Значит, если, блядь, там по 3 ряда, 10 рядов, 30, 10 рядов, так, 10, да, 30, блядь, ящиков, если там внутри еще, блядь, по 3 трупа, нахуй, вот и пизда, блядь. Итог какой получается, нахуй? Итог получается, нахуй, там 90, нахуй, лежат людей. Представляете, блядь? 90, блядь. И вот они, блядь, нахуй, всяко, блядь, Башкортостан, хам Татарстан. А вы думаете, что ваша хата с краю. Да, вот написано, подчищают. Да, вот. Чистка конкретная, блядь, идет. Спикер Госдумы Володин сообщает, иноагенты смогут получать заработные в РФ деньги только после снятия статуса. А если этого не произойдет, то средства поступят в бюджет. Законопроект Госдумы внесут уже сегодня. Для справки, всего в России более 700 иноагентов. Более 700 иноагентов. Из реестра при этом исключили только около 60. 700, блядь. Только что вот здесь писали в Казахстане 500-600 тысяч зашло в Казахстан. А они что, не иноагенты, что ли? 600 тысяч. Миллион. Миллион, блядь, упиздило. Минимум. Миллион это иноагентов сейчас разгуливает по всему миру, блядь. А не 700. 700, блядь. Даже не тысяч. 700 штук. 700 человек, блядь. Смешно, блядь. Вот так вот. Так, идем дальше. Вот. Теперь уже и Таймс признала, что вечное сюсюканье НАТО вынудит Украину начать производить ядерное оружие. Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США. А об этом пишет британская газета The Times. Украина может быстро создать базовое устройство из
плутония по технологии аналогично атомной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году, говорится в статье. Не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных предприятий, необходимых для обогащения урана, в военное время Украине пришлось бы полагаться на использование плутония, извлеченного из отобранных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов. Конечно, это шантаж глубоко и робкого Запада, но шантаж крайне грамотный и конструктивный. Он должен сработать. И ООНцы, и натовцы не так тупы, как кажется. Абсолютно реалистичная, деликатная угроза Украины обзавестись ядеркой вполне может вправить им мозги. Сейчас о ядерности Украины принято говорить лишь в анекдотической тональности или ухмыляясь. Тем не менее, этот вариант развития событий наиболее вероятен в том случае, если Запад так и не решится сам взять Россию за шкирку. Абсолютная невменяемость РФ может не оставить выбора не только Украине, но и остальным соседям России. Не очень комфортно жить рядышком со свихнувшейся страной, мысли которой только оккупация, владычество и глобальная буча. Остудить этот русский пыл может только ЯОУ. Ядерное оружие. Техническая возможность есть сейчас. Украина располагает как минимум 5 тоннами плутония, которые элементарно извлекаются из отходов ЕАЭС. Из отработанных стержней этого количества вполне хватит на 150-200 боеголовок мощностью 10 килотонн. Это, конечно, не фонтан, но для заварки глобального кошмара должна хватить. Запад сам не оставляет Украине выбора. Ну, давайте вот это 10 килотонн нахуй на Москву, блядь. Давайте 10 килотонн на Москву, нормально. Даже у меня есть там родственники, мне похуй на них, блядь. Представляете, блядь? До пизды, блядь. Главное, нахуй, блядь, Путина, пидораса, выкурить оттуда. Понимаете? И огромное, нахуй, дырище, нахуй, внутри, блядь, МКАДа. И это же радость, нахуй, понимаете? Это вообще кайф, нахуй. Кайф, блядь. Поэтому, Олга, Украина, делайте свою ядерку, мы тоже так же сделаем. Так что Башкортостанда, Татарстанда тоже будет ядерка. Хуй вам в сраку нахуй. Чтобы, блядь, никто потом на нас не рыпался. Вот и все. Так что я теперь понял, как делается нахуй ядерка, блядь. Будем делать нахуй. Так что все, рецептик есть. Так. В Крыму. Та-та-та. В Жанкоинском районе Крыма рухнул. Ну, блядь. Я же говорю, блядь, в Крыму нахуй. Нищета нахуй. Конечно, мост будет рухнуть, блядь, нахуй. Там, блядь, все рухнет, блядь. Там, сука, блядь, эти олигархи сраные только себе только понастроили там всякую хуйню, блядь. А народ-то такой же нищий, блядь. Какой был, такой и живут, блядь. В нищете, блядь. Как жили, блядь, при Украине. И так же сейчас живут. Хоть при Украине, блядь, там цены дешевые были, а сейчас бешеные цены. Вот и все. Итак. Облавы, понятно, понятно. У вас нет истории, потому что мы ее зачистили и навязали свою. Могли бы сказать русские, если бы говорили на чистоту. Да, нашу историю узкожопые решили, как говорится, полностью уничтожить. Ну, альхамдулля, нам, как говорится, умные люди с памятью и так далее нам еще пока доносят нашу историю, и поэтому нам не проблема, как говорится, вспомнить свою историю и оставить это детям. Поэтому мы, чтобы оставить, как нам оставили, как говорится, Башкортостан в свое время наши предки, мы тоже должны также оставить своим будущим поколениям эти земли. Только в таком виде, только без русских. Главное, блядь, нахуй узкожопых всех выкурить с наших земель. И о чем тут говорится, давайте послушаем. Россияне говорят, что у порабощенных ими народов нет истории. Давайте разберемся. Топ знаменитых полководцев Идель Урала. Пургас. Культовый Энизор, то есть правитель Эрзян. Всю жизнь воевал против русских. Пытался вернуть захваченные Нижний Новгород и Арзамас. Погиб в бою. В битве при Инове одолел превосходящие силы русских. Сейчас эрзянам нельзя поставить Пургасу даже памятник.
Салават Юлаев, герой башкир, возглавил одно из восстаний башкир, осаждал Уфу, чтобы выгнать русских колонизаторов. Умер на каторге. Деревню, где он родился, сожгли и не отстроили до сих пор. Местные чтут его память как могут. Деревню Салавата Юлаева сожгли. Мечеть Кул-Шариф – красивая дань памяти татар своему полководцу, имаму, поэту и политику. Кул-Шариф лично защищал Казань от русских войск. Пал в бою вместе с защитниками города. Россия не рискует убрать наследие Кул-Шарифа. Россияне говорят, что у порабощенных ими народов нет истории. Россияне говорят... Так, понятно. Так что вот так вот. Матур Зуби. Холостяки – люди ущербные, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Этот Виталий Милонов, он ебанутый, мне кажется, блядь. Везде, нахуй, как выскочка, пиздит ни о чем. Парламентарий процитировал Библию, где указано, что мужчина должен либо жениться, либо стать монахом. Угу. Еще кем, нахуй? Шаулином, нахуй, еще. По словам Милонова, приверженцы ненормальных форматов жизни чаще являются оппозиционерами. О, это пиздец такой. Человек, у которого жена, дети, он добрый человек, а он за Россию. Ага, угу. Он за будущее. А человек, который холостяк, за что? Он за смерть, резюмировал депутат. Да, да. Я пока в данный момент свободный, но козлар югалимана. Кемне сигаря, блядь. Так что свободный я. Так что, козлар, предлагайте нахуй. Готов каждого нахуй оплодотворять. Алла верса. Так что я, как говорится, не из этих милоновских нахуй идей. Поэтому, исходя от этого нахуй, за Россию я не собираюсь нахуй быть. Мне, ну, ладно, только сигаря готов. Русню. Так что я холостяк, так скажем, блядь, нахуй, с патронами. Идем дальше. В Москве закрыли музей истории ГУЛАГа, блядь. Закрыли музей истории ГУЛАГа. Меня поражает, блядь, нахуй. Музей истории ГУЛАГа в Москве неожиданно приостановил свою работу. Вот музей ГУЛАГу, блядь. Люди, нахуй, мучились где-то там ГУЛАГу. Их ебли там, нахуй, по полной программе. И еще на него есть музей, оказывается. Я в первый раз слышу эту хуйню. Вот сегодня, блядь. И, говорит, закрыли его. Ну и нахуй он нужен, блядь, нам. Так и так, нахуй. У нас, блядь, вся Россия ГУЛАГ, блядь, нахуй. Музей он, не музей. Вся Россия музей, нахуй. Сейчас еще, блядь, прибавили Украину, блядь, себе. Подмяли. Тоже, блядь, ГУЛАГ там. Такой же, блядь. 21 века. Инновационный ГУЛАГ. Так, вы уже знаете, как выглядит алмазная столица России, Якутск. А вот так, как на этом фото выглядит газовая столица Салехард. А, ну да, вот здесь дом, короче, который прислонили, блядь, нахуй, деревянными опорами, блядь, нахуй, чтобы оно не пизданулось. Можете в телеге посмотреть потом. Жилой дом барачного типа держится на одних соплях. Ее признали аварийной еще в 2021 году. И ничего не случилось, дом никто не расселил. «Газпром» выкачивает при этом из местных недр миллионы тонн газа, но денег нет. На них созданы особняки на Рублевке и война. Ну да. А наши люди хуйня, которые не могут нахуй ответить нахуй. И якутские нахуй, якуты тупорылые нахуй, и буряты такие же, и тувинцы такие же, блядь, ушлепки, которые не могут, блядь, постоять за себя. А идут нахуй тупо умирать нахуй. Вот до этого читал, у якута левой ноги нету нахуй, до члена, грубо говоря, блядь. Все, сам себе отрезал, да, ведь ногу он, блядь, 17 дней резал себе ногу нахуй. Автоматом еще, блядь, дорубал, блядь. Вот так вот, туганлар. Поэтому вы вроде бы, блядь, нахуй в то же время боитесь узкожопых, но почему-то не боитесь отрезать себе ногу, блядь, и идти на войну, блядь. Вот этот момент тоже меня шарахает, блядь, вообще убивает меня, ошарашивает. Владимир Шведа, заместитель председателя
комитета 2024 руководитель антивоенного проекта «Останься живых». С начала войны против Украины и мобилизации в сентябре 2022 года изменились и выстроились штрафы для военнообязанных в России. А это все мужчины до 65 лет. В зависимости от воинского звания, признанные годными службе, в том числе с ограничениями, а также военнообязанной женщины. Вот здесь давайте остановимся и добавлю свое. Амин свои, как скажем, отряды зову людей Башкортостана һәм Татарстаннан. 30-дан 50-ге хәтлегенә. С 30 до 50 лет. Не нужны до 65 лет бабайлар. 30-50. Вот это значение 20 лет, вот это вот туда-сюда, вот эти люди как раз нам годятся. Остальные нахуй не нужны. Ниже тоже и выше. Все пусть дома сидят. Вот так вот. И собрать отряд срочно и пойти на Москву. Вот и все. А вот с этими, как этими пидорасами, нахуй, алчные пидорасы, даже им народ, который прет, да, вроде бы на них, точнее, за них, они готовы до 65 лет мужиков собирать. Представляете? Им, блядь, вообще, блядь, в этот мысль не приходит, что ли, в голову, что, блядь, нахуй, блядь, не то, что, блядь, 50, нахуй, после 50 уже, пиздец, там, неохота ничего становится, нахуй. Как можно, нахуй, после 50, не говоря 65, нахуй, брать людей, блядь, в армию, блядь, я не могу понять, нахуй. Ну, тогда берите, нахуй, тогда всех вот этих путинососов, нахуй, по 72 года, блядь, берите таких тоже. Хули уж, блядь, 65 остановились, нахуй. Берите дальше. Утилизация, потому что. Нахуя им старые, да, ведь? Пусть нарожают новых, блядь. Ну, рожалка-то узкожопых не работает, нахуй. Вам приедут, вон, таджички, узбечки, кыргызки будут рожать по 6 детей, нахуй, и на войну к мужу идти. Как там вон та узбечка пошла. Некоторые штрафы для военнообязанных, призывников и запасников. Неявка в военкомат по любой повестке без уважительной причины от 10 до 30 тысяч рублей. Заебись. Не сообщение и военкомат сведения об изменении семейного положения, места работы или учебы, должности, образования, сведения о переезде на новое место пребывания, неповрежденной регистрации от 1 до 5 тысяч рублей. Не сообщение военкомат о выезде из РФ. О, я не выехал из РФ, пиздец нахуй, не сказал. На срок более 6 месяцев или выезде в РФ от 5 до 15 тысяч рублей штраф. О, на меня штраф, наверное, уже повесили, заебись. Понятно. Не сообщение военкомат призывников о выезде с места жительства или пребывания на срок более 3 месяца во время призыва весеннего или осеннего от 10 до 20 тысяч рублей. Понятно. Пошли нахуй. Уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии от 15 до 25 тысяч рублей. Ой, заебись. Порча или утрата документов воинского учета, приписного свидетельства военного билета, справки взамен военного билета от 3 до 5 тысяч рублей. Ой, 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 пиздец нахуй. Везде любят они, блядь. Узкожопые всегда любили деньги, блядь. Всегда нахуй. И менты, и все нахуй. Кто и как выписывает штрафы в области военного учета? Срок давности за нарушение в области военного учета составляет 3 года. В соответствии с пунктом 1 статьи, это означает, что штраф может быть выписан в любой момент в течение 3 лет с момента неявки по повестке или совершения другого нарушения. Дело об административных правонарушениях в области военного учета вправе рассматривать только военный комиссар и начальник отделения. Именно они составляют протокол об административном правонарушении и выносят постановление о назначении административного наказания. Итак, ситуация, когда человек не сообщил о военкомату об изменении места жительства, семейном положении, въезде за границу на срок более 6 месяцев, выезде, все равно смене места работы, могут ли выписывать штрафы по всем этим пунктам. Формально за несколько административных правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей, наказание назначать только 1 раз. Но гарантировать, что военкомат будет следовать этому правилу, нельзя. Но на этот принцип административная ответственность может опираться при обжаловании штрафа в суде. Тот же принцип присутствует и в отношении повесток за неявку по одной повестке. Могут назначить только 1 штраф. Однако военкомат может выписать множество повесток, и формальный штраф могут назначить за каждую из них, по которым вы не явились. Если у вас не получается избежать призыва в российскую армию или избежать мобилизации, но вы не хотите участвовать в войне и местных штурмах в качестве расходного материала, то вы можете сохранить свою жизнь и жизнь других людей. Пишите нам, написано эти уебки. Ну так что, как говорится, башкорт татар, пишите мне. Нехуй им писать, урсларга. Пишите меня, как говорится, мен сізні вывезу. Итак, примерно поняли, да, что штрафы, блядь, такие, так уж ни о чем, блядь. Ну, как говорится, по карману будет бить вам.
И добавить хочу от себя тут. Интересное. Штраф была монда, нәрсе была нахуй. И мин, знаете, вот как вам сказать, блядь, нахуй, правильно, блядь, чтобы вы дошли до вас. Мин үземне Ресей кишесе дип считать итмим. Понимаете? Вот после всего вот этого дерьма, нахуй, то произошло, блядь, за эти годы, нахуй, вообще кипиш этот, мобилизация и так далее. Я понял одну вещь, что, блядь, нахуй, мин Ресей кишесе тугель мин, нахуй. Мин болсам, крайняк, нахуй, Башкортостаннан гына булам. Крайняк на Башкортостан, когда будет свободным, я вот оттуда могу себя, как говорится, зачислить туда. А так мне Россия кишит туголь. Поэтому, как говорится, что они там нахуй будут делать за моей спиной, что они не будут делать, да мне до пизды вообще, блядь. До пизды. Поэтому каждый башкорт-татар должен оценивать свое положение. Син койдан и ким үшін яшисың. И нәрсе үшін яшисың. Вот и все. Если сен урысны малайы екен, раб, узкожопых, ну, значит, сеңе Мәскәүгә барып яшәргә кирәк. Башкортстан менән Татарстанда түгел, нахуй. Вот и все. Какая-то хуйня. Я знаю, кто сейчас на СВО убийцы-сидельцы. Жители сочинской многоэтажки решили потребовать от мэрии причитающие блага и льготы в виде света и воды. Сотрудница департамента городского хозяйства попыталась людям объяснить, что коммунальных благ не будет, как и льгот для СВОшников, потому что там находятся одни убийцы, мошенники и сидельцы. Говорящие на языке фактов, чиновницу, разумеется, уже уволили. Чиновница так пропиздошилась, получается, нахуй. Она сказала, я знаю, кто сейчас на СВО, убийцы и сидельцы. Ее уволили. А что тогда чиновницу это не посадили, как ту бабушку 68 лет, блядь, которую на 5,5 заебенили на днях, блядь. Вот так вот. Так, ну-ка, комментарии. Что-то много стало. Почитаем-ка. Біздің малайлар кеттілер ұйқыларға, что ли? Никого нет тут. Так, кто тут опять? Так, как к мебели, қалай сандусым, яхшы, так. Тоқылдаки нытики. Сен блохер чертенокотинди кыз. Карсага мергөнули. Карсага, сен блогер, чертенок, кутинный кыз. Что там дальше написано? Блять. Карсага мергенулу. Блогер, кутинный кыз. Мергенулу. Кыргыз, что ли? Кыргыз. Аузына сыгин, блять, кыргыз. Сен өзің көтіңні қыс, ярымы, блядь, займись своим нахуй президентом сперва, ублюдок. Так, рецептик возьми от идиотизма. Пошел нахуй ты. Какой-то Алекс Таршагинский. Так. Аслан, что за бред ты несешь, чтобы производить ядерное оружие, нужно разрешение на его изготовление и хранение. У кого разрешение? Аслан, тебе отвечу. Чтобы его производить и это что-то брать, у кого ты собрался брать разрешение? У Аллаха, что ли? Или у кого, я не понял. Поэтому, как говорится, Башкортостанда, Татарстанда атомное оружие будет или не будет, мы ни у кого нахуй не обязаны спрашивать, будет оно у нас или нет. Поэтому шунарға бетінде айтам, нехуй, блядь, клянчить у турков, нехуй клянчить у Европы и у американцев что-то, блядь. Башкорт, блядь, татар уже решать должен, уже на проблемы сам. Разъебать Москву, нахуй, и создать свою независимость, нахуй. У кого-то, нахуй, разрешение не нужно спрашивать.
каждый на земле, на своей земле хозяин. У нас нет нахуй над нами нахуй еще кто-то нахуй, чтобы мы у кого-то спрашивали разрешение. Кутарам на тутсундар нахуй. Какое разрешение, блядь? Надеюсь, ответил. Так. Надеюсь, Ичкерия, когда, иншаллах, возьмет свои земли, они точно не будут разрешения просить, наверное, у кого-нибудь там, у турков там, или у Москвы. Может, у Москвы они еще будут спрашивать разрешение? Может, еще Кадыров-2 появится, блядь, когда Кадырова уберут, еще Кадыров-2 придет, и у кого-то будет разрешение спрашивать. Примерно вот так звучит, блядь. Нихуя себе, блядь. Так, что там дальше? Умные у вас откуда? Назови ученых из Башкортостана. Ай, пошел нахуй, блядь. Ученых из Башкортостана, блядь, нахуй. Да, я думаю, все будет хорошо когда-нибудь, но почему ты меня помора ненавидишь так? Озлоблен, как будто тебя здесь кто-то обидел. Живу в Оренбурге, вокруг большая часть башкиров, все добрые люди, никакой злости, а ты какой-то больной. Понятно, нахуй. Ну, Алекс, блядь, пойми одну вещь. Если ты, нахуй, так скажем, в кавычках, из нормальных узкожопых, ну, как говорится, значит, какой-то ты, блядь, нахуй, один такой, единственный, нахуй, а 150 миллионов одних пидоров, нахуй, в России живут. Так что эти животные, блядь, нахуй, как говорится, посмотри на них так. Поэтому и избежал я в Уфе, среди татар живут тоже хорошие люди. Пизду, блядь, нахуй. Блядь, я порой, блядь, какие-то, блядь, комментарии пишут, ну, ты начал писать комментарии, ты начни сначала и закончи его. Какие-то кусками пишут, как будто я должен угадывать, о чем речь идет, блядь. Где ты там живешь и что там живешь с татарами, и что с этого. Хуею, блядь. В Оренбурге они есть, потому что коренные жители. Само собой. Этому узкожопому, нахуй, передайте. Оренбург, само собой, отойдет к Казахстану, и остальная часть все равно Башкортостана войдет. Вот и все. Там хули, блядь, там не ваше дело это будет вообще, блядь. Ваше дело вон Москву, нахуй, пиздовать. Так, я узбек, я люблю татаров. У меня бабушка была татарка. Машаллах. А тебе на 50 лет как на разок. У этой же Америки нужно спросить. С твоим понятием только в сарае сидеть. Понятно. Понятно. Понятиями. У Америки зачем спрашивать? Я вот этого не могу понять. Наверное, ты новенький в моем этом канале, наверное, ты не понимаешь, о чем тут речь. Давайте вкратце тогда объясним новичкам, как говорится, новичочкам. Смотрите, туганлар, Башкортостан на Татарстанга, я 1000 раз уже говорил, всегда я говорил, все просят каких-то нахуй себе, каких-то хуй поймешь, не знаю, блядь, боссов, блядь, ищет боссов для себя, блядь. Кашапов ищет турков, блядь. Думает, блядь, Эрдоган сейчас им поможет. 500 лет турки не помогали, они думают, помогут. Вот. Ичкерийцы, я не знаю, у кого просят помощи. Вот это интересно, но пока у меня загадка. Ну, надеюсь, когда мне кто-нибудь скинет ответ, откуда они просят помощь. Потом, не говоря уже бурятам, якутам, нахуй, явно они тоже у Китая не просят помощи. Вот исходя от этого, что я хочу сказать. Когда ты берешь свою независимость, любой, начиная, блядь, горизонтально, перпендикулярно с Ичкерии, заканчивая якутами вот этим, блядь, узкоглазыми, с этого, где алмазы. Грубо говоря, каждый берет свою независимость. Постараюсь коротко ответить. Каждую независимость. Когда ты берешь свою независимость, это значит, ты сам воюешь там. Не надо клянчить где-то нахуй, как вот этот Зеленский везде клянчит, и хуяс ему сейчас почти Трамп хочет закрыть кранник нахуй. И что потом? То же самое нахуй у нас будет. Поэтому, чтобы этого не было, у нас должно быть нахуй свой стержень, блядь. Понимаете, свой, блядь, нахуй народ, который попрет на Москву, просто разъебет все. Потом начнет строить свою жизнь нормальную.
независимую жизнь, сотрудничая уже между собой там, как я говорил, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, все вместе будем мутить всю эту тему. Там нет Америки, там нет никого. И если сейчас, конечно, вы можете мне сказать, они придут, ну пусть придут. Если они на нас пойдут нахуй, мы тоже на них пойдем. Тут не будет влияния нахуй, оружия, не оружия, не в этом суть будет нахуй. Суть нахуй с человека должна быть в том, что, блядь, ты свою землю должен отобрать, защитить, тем самым, как говорится, для себя уже поставить вот эту, блядь, раз и навсегда, блядь, независимость. А потом уже все, кто захочет с тобой, будет дружить, не будут, пошли нахуй. Вот и все. А вот когда начнут приходить захватывать или что-то в этом роде, допустим, Москва, допустим, наберет сил, блядь, на нас попрет, в этот момент, как говорится, само собой, мы также, блядь, сформируем, блядь, уже свои общие же по-соседские отряды, которые нахуй, армия, само собой, должна быть, и все, которая, да, будет защищать свои земли. Вот и все. Ну уж тогда, если мы уже, блядь, опять проиграем где-нибудь, куда-нибудь нахуй, ну уже там уже нахуй на месте будем решать уж. За это я не могу нахуй. А еще выигрыша нету нахуй. Про проигрыш говорить тут, блядь. Надо выиграть сперва. И вот примерно так будет. Поэтому там атомная бомба будет у меня в Башкортостане. Хоть, блядь, хуй знает, Луна у меня там будет. Не должно ебать никого. Потому что свою независимость мы должны взять сами. Сами. А вот Америка, которая помогала, что она на днях сказала? Я же до этого вот позавчера в эфире говорил уже об этом, что американцы сказали, что, блядь, все, блядь, уголь, нахуй, все, добыча Украины отойдет, все пакеты, нахуй, инвестиционные, экономические, все вот эти ебаные финансовые пакеты отойдут американцам. Все бабло с Украины будет уходить в Америку. Так что туда украинцам возвращаться нет смысла даже. Потому что дядя Сэм будет сосать все. Вот и все. А Башкортостан, Татарстан, да, если такая политика пойдет, то договора нужно будет просто по-другому делать. Допустим, если они захотят нам помочь, они помогают, пишут, блядь, сумму свою. Вот эту сумму они свою у нас с земель мы выкачиваем, отдаем. Нефть там или еще что-нибудь нахуй. Золото, блядь, отдаем. Все, блядь, допустим, 1 рубль. Все, 1 рубль отдали и пошли они нахуй. Вот и все. Примерно вот такая политика должна быть. Это называется нахуй. Татарчай там, кутыня жауап берега керек. За свою жопу надо отвечать. Вот и все. Если ты, блядь, мужик, блядь, если ты нахуй можешь, блядь, за свою землю постоять, значит, ты должен постоять до конца. А не как прошмандовка, нахуй, бежать туда-сюда, скулить, нахуй. Вот смысл, блядь, нахуй, независимости. Независимость, она, как говорится, для республики берется, я считаю, блядь, своим народом, а не чужими силами, нахуй. Потом, чтобы, блядь, по жизни им должны быть, нахуй. Примерно так. Поэтому почему я говорю, украинцам сейчас не нужно клянчить. Я до этого уже всегда говорил, блядь, во время Кашапова тоже. Кашапов, да, и хуй забивал. Да, и так и, блядь, не донес никому ничего об этом. Я говорил везде, нахуй, про это. Только, блядь, Башкортостан, Татарстанга, Ичкерия, Дагестанга, если они помогут вооружить нас, мы зайдем. Мы зайдем, блядь, нахуй, до Кремля дойдем нахрен. Вот наша цель должна быть, вот такая. А не так, что нахуй сиськи мять, сидеть в Украине нахуй, ждать, блядь, когда русня придет, не придет. Ладно, хоть вот в Курск они додумались вырваться. Да, идти дальше надо, блядь. А не в Курске только мунёхаться, блядь. Идти дальше надо, сиськи мять дальше надо. А для этого у них нет сил. Людей, блядь. Вон, написали же, 160 миллионов надо, 160 тысяч надо. 100 тысяч только хотя бы было бы, говорит. И то 100 тысяч даже нету в Украине солдат. Вдобавок, добавить надо. Нету нахуй. Все съебались. Там тоже съебались. И мы съебались. Все съебались. Потому что нахуй кому эта война нужна? Никому нахуй. Война нужна тем, у кого есть бабло, блядь.
Им это интересно, блядь. Поэтому там остались, я думаю, те люди, которые нахуй, ну, думают, защищают что-то. А вот защита Башкортостана и Татарстана должна исходить именно за ихнюю землю, а не в Украине ебаться. Не в Украине сидеть, блядь. Поэтому я говорю, если даже нам собираться, в Украине собраться и выйти нахуй, и идти сразу в Башкортостанга. Только таким образом, защищая по пути все подряд. А не сидеть нахуй, толкаться в одном месте. 3 года. Надеюсь, ответил. В Казахстане по запросу РФ задержали анархиста из Воронежа. Ну что за хуй, блядь. Задержание Павла Владимирова, анархиста из Воронежа, произошло 4 сентября, однако известно о нем стало только вчера. 18-летнего Владимира задержали и отправили в СИЗО Алматы незадолго до его вылета в Грузию. Молодой человек разыскивался за якобы организацию деятельности террористической организации, участие в ее деятельности по статье какой-то нахуй там. За день до задержания его фамилия появилась в реестре экстремистов и террористов Росинформониторинга. Что именно вменяет активисту, пока неизвестно. В России анархист занимался расклейкой антивоенных листовок, рисовал граффити. Как сообщил журналистам якутский панк-музыкант Айхал Аммосов, который сам недавно содержался в казахстанском СИЗО, Владимиров просил его сообщить своим родным о ситуации, так никто даже не знал, что он находится в казахстанской тюрьме. По словам знакомых воронежского анархиста, 10 сентября Павел хотел улететь из Казахстана в Тбилиси. Ну, понятно. Не пронесло, потому что дохуя отсидели. Надо было валить до начатия этой дерьма. Это войны, блядь, если ты хочешь валить. Надо было валить раньше. А не так, что, блядь. Так, выплаты за ранение в ВФ теперь будут зависеть от тяжести. Тем, кто не потерял конечности и не стал полным инвалидом, выплачивать 4 миллиона не будут. Орки и военкоры возмущены. Говорят, что теперь взятки и откаты за справки о ранениях будут стоить непомерно дорого. Понятно. Все они, блядь, о взятках до сих пор, коррупция и так далее. У них никогда это дерьмо не закончится, я так понял. Так. Вот теперь для марийцев. Марийцы, как говорится, да, ведь? Все-таки Миндавитин Туанлара, марийцы есть. Пришли мне весточку. Иван. Но у них не Иван, а Иван. Твой прах лежит в чужой земле. Тебя не взяли, отступая. Броня твой склеп. Останки тел в сгоревшем танке догорели. Будь проклят тот, кто захмелев. В Перу безмерного величия затеял зло и воплотил желание насильно покорить народы. Записываясь по контракту, идя в чужую страну убивать, вы нарушаете традиции наших предков. Наши карты не поддерживают братоубийственную войну ради воцарения, расширения влияния российской нации. Уважение к языку поддерживается не войной экспансии земли, а путем взаимообмена культурными мероприятиями, фестивалями, фольклором и хуйней всякой. За эти слова марийца Юрия Благодарова хотят закрыть в колонии на 2,6 года, потому что он якобы дискредитирует войска Кремля. К судебному разбирательству в качестве свидетеля даже привлекли престарелого марийского карта Александра Таныгина, который плохо знает русский язык. Но переводчика ему никто не предоставил, потому что и так поймет. Напомню, что Благодаров председатель Йошкар-Олинского отделения Олыш-Тымыш Возрождение и председатель общественного движения Ошпорокугу Юму Верч. Оба движения в той или иной степени выступают за решение прав марийского народа, хотя и не высказываются о деколонизации и независимости. Будем надеяться, что Благодаров поймет истину, которую он все никак не видит, с Москвой не только ни о чем договариваться, но и невозможно. Только независимость может спасти Марий от исчезновения. С другой стороны, неофедералистов сердитой Чувашии и Удмуртии без коррупции, притеснения со стороны российских силовиков и активное отрицание деколонизационной повестки в кругах русской оппозиции так ничему не научили. Короче говоря, марийцы, так скажем, блядь, невъебенно нахуй стали крестоносцами, по сути многобожники стали крестоносцами в свое время. Таким образом, щукуншиклар
влились нахуй в этот узкий мир. И вот теперь вот пожинают плоды, получается. Не могут понять, что их уничтожают. В других своих эфирах рассказывал, как об этом мне кое-кто близкий мне рассказывал из Мариэля. Получается, пацана, короче, когда вот в 2022 году, она уже шло, а мобилизации не было, а мы в это время еще жили в Москве. И там, получается, пришел хабар, и в этом хабаре говорится, что одного марийца отрезали яйца. Одному марийцу в армии отрезали яйца. Получается, сказали, это украинцы сделали. В то время мне рассказывали, что это украинцы, оказывается, ему отрезали яйца. Исходя какое-то время, войдя в это дело, начал понимать, что теперь я понял, кто ему яйца отрезали. Я уже об этом говорил. Яйца ему отрезали, само собой, вот таком, блядь, в голом окопе, блядь, сами же узкожопые. Сами же узкожопые ему просто отрезали яйца, вот и все. Потом он отрезанными яйцами, само собой, вернулся домой. И потом сам себя повесил или убил, что-то в этом роде, короче, самоубийство. Вот и все. Суицид. Вот он не выдержал позора. Вот такая хуйня. Поэтому после этого, если каждая нация не понимает, в чем проблема, блядь, и если вы чмошники, блядь, начиная с Ичкерии, блядь, заканчивая Якутией, если вы чмошники, не мужики, то вы вот в таком в быдлом нахуй пространстве хотите жить дальше. И в этом быдлом пространстве у вас будут рождаться дети. Может, когда-нибудь и вашим детям яйца отрежут нахуй где-нибудь в армии. Простой армии даже, может, в это время войны не будет. Ну, просто отрежут. Не понравился рожей нахуй. Больно черный, больно бородатый нахуй. Или что-то в этом роде. Или больно сильно стоит нахуй. Кутак у тебя нахуй. Надо отрезать нахуй. Потому что узкожопый хуй не стоит, блядь. В итоге вот так. Примерно причин до хуя. Пересказать невозможно. Поэтому, если вы в таком ебанутом мире, говоря, блядь, гей-Европа, если вы в своем, блядь, сраном, нахуй, рашке, блядь, не можете понять, что кто кого ебет, нахуй, и обзываете гей-Европу, где порядок и тишина, или там Америку, там, более-менее получше уж, чем рашки, блядь, то я не знаю, блядь, какой мир вам нужен, блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстан нужен мир без русских нам. Если вам не нравится, если вы хотите жить в таком чмошном, нахуй, в русском пространстве, вы уедете в Москву. Проблем нету. Каждый может туда поехать. Так что, если украинцы оставят его как город Москва, если его не переделать в Киев. Если переделать в Киев, то вы поедете рабами украинцам. Будете рабами там, блядь, в лаптях. Итак, тут еще одна тема. Дональд Трамп стоит с Ларри Финком. Ну, здесь фотка, короче, какой-то уебок. Ну, явно там в комментариях я читал, что это еврей. Соучредителем, председателем совета директоров и генеральным директором американской транснациональной корпорации BlackRock. Она является крупнейшим в мире управляющим активами, под управлением которой находятся активы на сумму 11,5 триллионов долларов США. Я не знаю, у меня калькулятор не хватит на такие, наверное, суммы. По состоянию на 31 декабря 2023 года официально Финк обладает только 1,2 миллиарда долларов. Вдумайтесь в эти цифры. И что это за человек? Понимаете? Трамп, как говорится, стоит, ну, грубо говоря, целуется в десна вот с такими людьми. С евреями, яхудами, блядь. Этим пидорасами, нахуй. Врагами нас, мусульман. И в итоге вот эти люди пытаются рулить миром. И вы говорите потом, будем подчиняться? Вы думаете, что тем самым, как говорится, у кого есть деньги, и вы пытаетесь подчиняться, что ли? Вот этот вопрос меня поражает, блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстанда должна быть свое «я». Вообще у каждого народа должно быть свое «я». Какие-то нахуй янки, блядь, с Америки или там с Европы, или какие-то хуеплеты яхуды нам будут строить свои, блядь, козни и говорить, что они только хозяева нахуй на земле. И после этого вы
Башкортостана, Татарстандан и других с регионов, да, так скажем, богатые, блядь, которые имеют тоже власть какую-то свою, блядь, в своем территории. Если вы, блядь, нахуй, не склоните свои, как говорится, головы, так скажем, на свою землю, блядь, ну, как, блядь, Башкортостану и Татарстану, нахуй, стать независимым? Если там такие акулы ходят везде, блядь, которых, как говорится, своими деньгами могут хоть что делать. Поэтому есть один только вариант, блядь. Вот так. Если даже просто по жизни живешь на улице, блядь, если ты, как говорится, не продажный, если ты не покупаешься, не продаешься, ты можешь, блядь, сказать свое «я». Как в боксе, блядь. Или как в любом спорте, который любите же, бокс, мокс, блядь. Я вообще ненавижу спорт, нахуй. Вот примерно так. И все. Вы говорите свое «я», блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстанда образоваться должно свое «я». Вот когда у вас будет свое «я», вы сможете управлять и своей землей, и никто на вас не будет нахуй криво смотреть. Даже с этот чувак с такими деньгами нахуй. Похую будет нам на такие деньги. Потому что у вас будет целый Башкортостан и Татарстан. Да, может оно при его деньгах, оно как-то для вас может эквивалент, блядь, мало кажется, но разницы нету. Разница в том, что яхутларда, они пожизненно земные цыгане нахуй. У них нет земли нахуй. Они не знают, где остановиться и у кого забрать землю. И поэтому, блядь, нахуй, они мочат палестинцев и так далее. Исходя от этого, Башкортостанда, Хам-Татарстанда есть своя земля. И тем самым вы должны защищать свою землю и гордиться, что у вас Аллах Та'аля вам дал землю. Не обделил, как этих пидорасов яхудов. Вот так вот. Примерно, надеюсь, донес. Глубоко уж не хочу туда входить. И вот как раз к этому моменту я вчера скриншотил, одну вещь скидывал ночью. Так, чтобы для общего понимания. Согласно генетическим, я вопрос задавал, индейцы Боливии. Просто в Боливии там какой-то бардак идет. И вот они в любое время они могут встать, в любое время сделать революцию и так далее. И вот они просят своего какого-то президента. И давайте, к чему я клоню, почитаем. Согласно генетическим исследованиям, предки индейцев пришли в Америку из Евразии. Скорее всего, с Алтая. Через перешеек, существующий на месте Берингового пролива. Произошло это в каменном веке. Долгие тысячелетия племена истинных переоткрывателей Америки осваивали континент. Это просто в гугле. Какой расы индейцы? Коренное население индейцев относится к монголоидной расе. Их численность в ходе европейской колонизации значительно сократилась. Больше всего индейцев проживает в Боливии, как раз таки, Перу и Эквадоре. И теперь поговорим об этом. Вот исходя от этого, Аллах Та'аля им тоже там дал землю. Люди, которые монголоидные, если уж нас себя тоже считать мы монголоидные, допустим, какая-то наша часть башкортлар, допустим, Ненем, допустим, с узкими глазами, допустим, была. И исходя от этого, если нас всех брать, в одну кучу собирать, вот то, что находится внутри России, вот это тоже наши предки. Но тут давайте копнем глубже. И что они туда попали, понятно. И почему же они говорят на португальском, на испанском? У них языки какие-то не наши. Так скажем, не английские даже. А видуха ихняя, прям я тщательно вчера смотрел этих молодых, старых, всяких там. Какой-то фильм, блядь. В итоге, получается, реально они похожи. Я в армии видел тувинцев, видел монголов, видел тут в Германии где-то. Ничем не отличаются. Но из-за того, что они живут в жаре, потому что там пиздец жара оказывается в этом именно Боливии и так далее, там воздуха даже не хватает, говорится,
они стали черными. Ну, что у нас, белых, черных мало, что ли? У нас тоже так же, где солнце, это все черные. В итоге получается, что я хочу сказать. Живя там, значит, язык они просто свой забыли. У них был тоже, значит, язык какой-то до этого наш общий язык был. Монгольский, допустим. Но туда, перейдя они, блядь, уже веками там прожив, как говорится, с диких западов, они, блядь, просто на другом языке пиздят. И теперь тут именно почему я это закинул сюда себе в телегу и почему я хочу этот вопрос развить. Вот шулаюк Башкортостана, Татарстанда булырга может. Вот точно такая хуйня может произойти через 100-200 лет. Не говоря о том, что индейцы были явно уж, блядь, не 100-200 лет назад, блядь. Мне кажется, больше, блядь. Я не знаю, блядь, когда они туда перешли. 500 лет назад, наверное, они туда перешли. Хуй его знает, когда они ушли. Даже какой 500, блядь? 1000 лет назад, наверное, туда перешли, может. 2000 лет назад, я не знаю. Об этом, кстати, вопрос надо задать, погуглить. Короче говоря, они забыли свой язык. У них нет своего языка. Но итог был ихний язык наш примерно. Исходя от этого, значит, Башкортостан, Татарстанда легко, блядь, нахуй, может стать, блядь, везде узкожопый язык. Везде, блядь. Не говоря, блядь, Сахалине, Якутии, блядь, и тех же вот этих предков, вот этих узкоглазых боливийцев. Черных тетушек этих наших. Предков. Точнее, можно их назвать даже нашими, может, предками. Хз, блядь. Примерно наши племена. Исходя от этого, блядь, они уже пиздят на испанском. И у них все, блядь, вот это, блядь. Ну, само собой, они до этого были такие же многобожники. Там пиздец, там, блядь, они хуйней маются. Это там какие-то, блядь, детей лама сушат, блядь, там сжигают их. Ну, хуйней маются, короче, многобожники, блядь. Итог какой, блядь? Итог, блядь, все, этот народ, нахуй, сам себя, грубо говоря, переделал веками. Переехали и переделались. Точнее, американцы им помогли переделаться. И я думаю, нахуй, это та еще часть людей, наверное, которая съебалась с Америки, когда американцы убивали всех индейцев. И вот половина из них, наверное, туда бежала, вниз. Потому что наверху они хотели все забрать, эти сраные американцы, янки, блядь. И в итоге все вот эта хуетация, когда туда напало, этих индейцев вниз спустили. Какая-то часть осталась, каких-то убивали, и какая-то часть, наверное, бежала вот туда. И они перемешались, перееблись, и в итоге, короче, получилось то, что вот монголоидные боливийцы, блядь, остались, это наши люди, и забыли свой язык. В итоге это испанцы, потом испанцы их захватили, португальцы и так далее. Всех, ну, короче, полный пиздец. Но, грубо, пусть 2000 лет назад, допустим, они туда переехали. Хуево, блядь. Во время, блядь, Аттилы, может, переехали. Мы же не знаем, когда они туда упиздили. В итоге, получается так. Башкортостан, Татарстанда численность, как Габбас говорил, 1,5 миллиона только башкортлар и татарлар 5,5 миллиона. И то, короче, все, блядь, может быть 8 миллионов. Ну, по всему миру, может, всех соединим 10 миллионов, допустим, давайте скажем, 10 миллионов. Вряд ли. Из этих 10 миллионов узкожопые, минимум сейчас, блядь, нахуй, миллион уже ебанули, наверное, блядь, в этой войне сраной. Неизвестно, блядь, сколько сдохло, мы не знаем. Ну, они все куда-то ушли, и манкурты еще, половина из них, блядь. В итоге, блядь, нахрен, нам остается, наверное, тоже, блядь, лет 100-200, нахуй, нас тоже они истребят. Потому что звоночки к этому идут. И вот этот явный пример вот этих индейцев в Боливии, можно говорить о том, что когда-то, блядь, нахуй, Башкортостанда, Татарстанда, если мы сейчас голову не подымем, будут ходить какие-то, хуй поймешь, узкоглазые, как сегодня в ТикТоке говорил, узкоглазые, узкожопые. Представляете, да? Вроде бы, блядь, корень у него будет башкорт, но он будет, блядь, узкожопый.
Вот такая хуйня произойдет, туганлар. А вы думаете, блядь, вы думаете, что вы сохранились до сих пор, поете песни, танцуете, бухаете, как узкожопые также, одинаково. Аллах Таалямны вообще не помните. Сәждәгә маңгайына куйган юк уже. Вы вообще, может, куймагансыз. Не то, что куйган юк. Куймагансыз, может, вообще. Шунардан соң сіз уйлыйсыз, что біз олай булмаска может біз. Біз әле сохранимся. Юк. Юк, мы не сохранимся. 100 ел, грубо говоря, коммунизм нас отымел по полной программе. 100 ел. Нас сколько сократили в течение 100 лет. Потом, блядь, тупой народ вышел сейчас, который, блядь, только урыстылында сөйләшә. Который себя называет узкожопым. Он татар, башкирт, но он говорит, я русский. Не говоря о том, что еще чеченец, вон тот, помните, до этого тоже говорил, я русский, говорит, в армии, блядь, долбоёб, блядь. В итоге, короче говоря, все русские, нахуй. В итоге, вердикт какой тут, блядь? Вердикт такой, что, блядь, как здесь меня руссо называют, блядь, нахуй. Вот это и будет. Получается, европейцы, подавно американцы, всех нас в одну гребенку кладут, что мы русские. И добавлю слова этих Навальнюк, нахуй. Навальнюги как раз таки к этому и клонят. Навальнюги, блядь, такой же хуйней и страдают. Говорят, что, блядь, это Россия, Путин хуёвый, но мы все русские. Понимаете, смысл какой идет? Но внутри, блядь, есть другие народы, они не могут понять. И это понятие могло бы и не прийти, но оно пришло сейчас, когда украинцы осознали, что они украинцы, понимаешь ли. Через 125 лет, нахуй, после, грубо говоря, 1900 года, после революции, они только осознали, что они украинцы. Почему-то не русские, оказывается, они. Славяне, но не русские. Но почему-то, блядь, нахуй, если 22 году, допустим, мобилизация началась, давайте оттуда будем срок брать, если шуннан, блядь, бирле, если башкир, блядь, татар или чеченец и дагестанец не может осознать, кто он, ну, блядь, я не знаю тогда, блядь, как быть, блядь. Значит, вместо вас русня решит, кто вы. Вы узкожопые такие же, с бородой там до члена. Но вы узкожопые будете, такие же, одинаковые. Просто чуть-чуть глаз не такой, цвет не такой. Все, но вы будете такие же. И все. И на этом получается наше вот это, блядь, нахуй, сборище, которое воюет, блядь, против Москвы, так грубо скажем, блядь, пока в ТикТоке, нахуй, и в Ютубе, блядь, мы не продвинемся дальше. Если Башкортостанда, Татарстанда и в других регионах это не поймут. И мы все станем вот такими, возвращаясь назад, вот такими индейцами. Только русскими. Как хотите там уже себя называйте. Иван Бласангма, Захар будешь, блядь. Как обычно у этих крестоносцев, нахуй, с Татарстана, у всех имя Захар. Вот часто слышу оттуда Захар. Это щукончик татарларны исемі Захар, блядь. Пиздец, блядь. Захарушка, блядь. Я хуею, блядь. Исходя от этого, у вас все поменяется. У вас уже сейчас уже поменято все. Ирина, блядь, Лариса, имена у вас, блядь, вот такие, блядь. Bir totar yerim ismi yo'q sizda, блядь. Bir kimingizda-da. Shunday hal, do'stlar. Поэтому я считаю, что если мы сейчас не будем собираться, то через пару лет нам уже даже, не знаю, блядь, стоит ли будет вообще бодаться с вами, говорить вам, внушать вам что-то. Я уже не знаю даже. Вот так вот. Озут тоже скидывал на днях такую херню. Вот как раз таки с той группы, где закрытая группа, где Оскон района группаса, где этот Эдуард долбоёб. Всем привет, рад был знакомствам. Маленько гвоздей и скоб дали ребятам Эдуарду.
Ну, кто-то, блядь, привез каких-то скоб туда-сюда Эдуарду. Этот Эдуард до сих пор Оскан районында, Башкортостанда строит, блядь, нахуй, какие-то мангалы, сети, нахуй, рыболовные, так скажем. Все готовится на войну. Вот эти наши манкурты Оскан районында, пашагастылары, блядь, готовятся на войну, блядь. Вот они, оттуда я прям с фотками перекинул себе в телегу, чтобы на память оставить, как они понабрали здесь, блядь, хуйни всякой, блядь. Сетка рабица, ну явно же, блядь, для мангалов, для хуева, для чем это? Сетка рабица, нахуй. Вот, Хасанов Алмаз, позывной Алмаз, 11 отделение танковая бригада. Уходит туда, блядь, посылочка, блядь. Каждый, наверное, родственник что-то кинул там. Ну вот, даже вижу сетку, да. Сетку вижу. То какой-то, блядь, что-то, блядь. Хазанов Алмаз, позывной Алмаз, 11 отделение танковое. Ну вот, одному только все уходит, что ли, блядь. Ну, наверное, он главный там, наверное. Вот все мешки ему передать, оказывается, получается, блядь. Вот эти посылки, мешки, рабица, хуябица, это все грузиться вам будет. Доставили в администрацию для отправки ребятам-танкистам. Танкистам рабица, сетка, туда-сюда. И няньке, блядь. Ну, как говорится, огурцы соленые, коток, süt алып бардыгыз, хазыр енді рабицада алып барасыз. Я херею просто поражаюсь надо с такой помощью на войну, чтобы умирали наши земляки. Как всегда говорю, как Коранда суре, преподносить дрова, чтобы разжечь, как говорится, Абу-Ляхабу, как говорится, чтобы он горел в аду хорошо. Жена таскает дрова, Абу-Ляхабу. И вы тоже так же таскаете, как говорится, всякую херню, чтобы эти, так скажем, мутанты мобилизованные там, как говорится, дохли, так скажем, в лучших положениях. Из-за этого я считаю, что вот таких всех, блядь, рожи мы так закинул себе. Я так уж его запомнил, блядь, нахуй. Недоделанный мусульманин, который собирает это все барахло и думает, что Аллаха ул-шана. Я нацистом и в то же время, который верит в Бога, я не могу понять, блядь. Если ты нацист и в то же время мусульманин, что-то я не могу понять тебя, блядь. Эдуард. Шундыхаль, дуслар. Шунарга, не будьте такими, как все Эдуарды. Поэтому в Башкортостане, Татарстане я верю, что есть нормальные еще мужики, есть нормальные женщины, которые оценивают свое положение, что гнобят безне халыкны кыралар, безне халыкны үтерәләр, и сез шуны аңларга тиешсез. Мин ышанып калам. Бар әле шундый җанлы кешеләр минем кебек, дип уйлыйм. Так. Побег из казармы, вот такие, ну, короче, побег из казармы, понятно. Но здесь уже все, новостей до хера, и как бы, может, кто-то, что-то я не читал. Вот так вот. Тут что еще можно почитать? Некоторых не кормили, одному пришлось мышь съесть в камере. Родственники похищенных мирных украинцев пытаются добиться их освобождения из российских тюрем. Во время оккупации Киевской области в 22 года в дом Натальи пришли российские военные с обыском. Ее мужа, работающего в автосервисе, увели из-за черных рук. Солдаты посчитали, что он работает с порохом. С тех пор она не видела своего супруга. История Натальи не единична. Сотни украинцев пытаются вернуть своих гражданских родственников из российских тюрем. Там они находятся вне какого-либо правового статуса, либо обвиняются в наспех сфабрикованных уголовных делах. Зачастую их положение и еще хуже, чем у солдат ГСУ, у которых хотя бы есть шанс на обмен. Остановлюсь здесь. Это то же самое, что вы же чмурите там вот этих хуситов, блядь, или кто там, блядь, Хамат. Короче, Хамас. Ну вот этих, блядь, тоже уёбков, нахуй, террористов, которые, блядь, защищают палестинцев. Как-то не так, блядь. В итоге евреев, нахуй, утащили. Вот то же самое, понимаете? Смысл такой же. Узкожопые таким же образом просто обычных людей взяли, нахуй, как те, блядь, с концерта ебанули людей просто, нахуй, и вот таким образом, нахуй, взяли в заложники. Просто обычных людей взяли в заложники, вот и все. Без никаких обвинений, само собой, блядь.
Говорить можно все нахуй. Просто нужно, блядь, смотреть и другие варианты, блядь, что творится на земле, блядь. Как те террористы, этих пидорасов, евреев, как забрали они, так же нахуй узкожопые забрали украинцев. И все просто держат. Это ихняя такая принцип, понимаете, блядь, подушка безопасности. Вдруг что, блядь, вот у меня твои люди есть, хочешь забирай, ну отдавай территорию там. Вот такая, блядь, манипуляция нахуй. Игра нахуй. В одни ворота. Вот так. В заключение украинцев избивают и пытают. Им не выдают адвокатов и лишают какой-либо связи с миром. Их родственники узнают об их судьбе только после освобождения их с камер ников военнопленных. Вот и все. Их там кормили из пластиковых бутылок, как зверей. И не пойми чем. Можно, конечно, сказать, слава богу, хотя бы кормили, потому что некоторые не кормили, одному пришлось мышь съесть в камере. Люди там умирают от голода, холода и от того, что не дают пить, и избивают и мучают, рассказывает Наталья об ужасах, которым творятся в местах содержания украинцев. Вот так. Пообщался с родственниками насильственно удержаемых в России украинцев и рассказывает, как люди борются за своих близких, в том числе и в российском суде. Вот так вот. Родственники 14 мирных жителей Украины задержаны российскими военными в 22 году на оккупированных территориях. 22 год представили, и сейчас 24-й, 25-й уже. 3 года, блядь, грубо говоря, они где-то там находятся, неизвестно где. Башкирии некрещенных башкир много, валериков, холериков. Ну, ондылар пиздец инде нахуй. Хуй поймешь, блядь. Он же, есть же один хуй тоже у нас, блядь. Этот, блядь. Сука, блядь. Мурзагулов, блядь. Мурзагулов, Кутакбаш, блядь. Исеме, блядь. Станислав Макемонда, блядь. Инен беттеге. Какой-то, блядь, исеме, блядь. Узе Мурзагулов. Инен беттеге. Койдан кость тишіктен шыққан Кутакбаш. Расим Ишмухаметов. Ты из какого района Башкирии? Расим, брат, сен еще тағын мені фамилия, исімімні, паспортный данныйларымны сұрасаң енді вообще шәп болар еді, конечно. Қызық қынасың, Башқұртстандан енді мен қойдан болам енді. Башқұртстан болмасам, Башқұртстан үшін үзінемін енді. Так. Шундай хал. Вы нам не нужны, живите у себя дома. Просим вас срочно собрать весь свой народ к себе домой и заниматься развитием своей страны. Это ты кому, Юля? Юля, ты кому писала? Кому мы не нужны, кому нужны? Шундыхаль. Так. Кстати, вчера, короче, здесь в Париже этот проходил. Ну, я закачивал в ТикТок куда-то еще, я не знаю, в YouTube кидал или нет. Ну, этот, блядь, митинг типа, да? Ну, вот люди все прошли спокойно, блядь, нахуй. Ничего такого вроде инцидента никакого было. Free Palestine, ну, типа, блядь, свободу Палестине. Ну, что-то в этом роде. И как бы народ к этому как бы уже придрочен. Есть свои, блядь, законы, как вести себя, как что. Вот так. Люди прошлись, напомнили о себе и так далее. Бізде, блядь, Башкортостанда, не то, что, блядь, нахуй, Россияда, блядь, у нас такой хуйни нету. Поэтому Башкортостан и Татарстан должен понимать, когда вы копируете какие-то моменты и рассказываете подавно меня, пытаетесь что-то вдолбить, нахуй, который, блядь, увидел и эту страну, и нашу страну знает какая. И вы пытаетесь во мне что-то, блядь, нахуй поменять. Нихуя. Поэтому сізге нужно смотреть и думать, в какой стране вы хотите жить. Башкортостанда, Татарстанда. Какую вы хотите страну создать. Вот шунун үшін күрәшігіз. Вот для этого только нужно вставать. Какую хочешь сторону. А сына вы хотите на свободе видеть? Ни за что сидит. 80 человек ни за что сидят. Хотите видеть на свободе? Значит, күрәшергә кирәк. А не искать нахуй, как говорится, в жопе, как говорится, занозы деген кебек. А долбить только Москву и урысны бүтін жерден қуырға. И все. Тут до хрена думать даже не надо ничего. Урысны қуып шығарсақ, бүтін проблема біті.
Bütün zindanlar açıla. Bütün жерлер uğruna койта. А вы ищете себе какие-то приключения на жопу, блядь. Идете на войну. Я не знаю, блядь. Хз, блядь. Я не знаю, блядь. Базара нет. Знаете, вот что мне интересно, нас не было бы. Допустим, ни Габасова, там, ни меня, хуй с ним, да меня и нету, вы меня не видели еще. В итоге, как говорится, никого не было бы. Кашапова не было бы, 30 лет, блядь, говорит, воюет. И плюс еще вот здесь слышали сегодня, он сидел, оказывается, за то, что Крым, Украина, когда он сказал, на 2 года его посадили. Крым, Украина, и 2 года бабахнули его. Вот так вот. Так что, вот так. Поэтому, когда люди думают, что, блядь, сами они как-то вот так в русне оказались и живут как-то непонятно как, блядь, и должны они так это прожить, нет. Вот как раз-таки мы вам пытаемся донести. Мне это дошло самому недавно, так грубо говоря, да, это вот входить начал в это дело, блядь, в течение вот этих 2 лет, блядь, так скажем. Это причина мне, это мобилизация. После мобилизации вся эта хуйня у меня началась. До этого, само собой, у меня какие-то были неприязни, так скажем, русне. Тоже такие национальные. Но это я, наверное, не мог как бы сформулировать, блядь, и вытащить это, блядь, на свет, блядь. И вот пытаясь, блядь, годами осознал, что вот что, оказывается, надо народу доносить. И вот пытаюсь донести. Меня узума еле как дошло это, блядь, что что-то тут не то, блядь. Кто тут нахуй крыса, блядь. И вот поняли, что, оказывается, Башкортостан, Татарстанда крысы это узкожопые. А никто нам это не рассказывал. Вот еще ошибка в том, что нам об этом никто не говорил. Но только знал всегда. Урыс тулды ауылға деген сөз бізде по жизни выходило с рта. От наших, грубо говоря, родителей и родственников и так далее. Получается, не зря это говорилось. Что урысларга никто не был рад. Их дохуя стало. И каждый это чувствовал, значит. Вот и все. И получается, просто они тоже не могли ничего сделать. А мы можем. Мы можем сделать, если вы, как говорится, поднимете свои жопы. Мы дадим вам наводку, что делать. Если сами не понимаете. Так. Контрактник пытался избежать отправки на фронт и ударил себя топором. Долбоеб один какой-то. Контрактник из Северной Осетии Манучехер Бекназаров был осужден на 6 лет колонии общего режима за членовредительство и самовольное оставление части. Находясь на временной дислокации части на оккупированной территории Украины, он нанес себе удар обухом топора по голове, что привело к рано ушибленной ране и госпитализации. Вот дальше я же даже читать не хочу. Вот такие вот жертвы делать, да, ведь вы можете. Вот такие тупые действия садомаза нахуй себе делать урон вы можете. А Москву барып үтереге вы не можете. Вот я не могу понять вот таких слабонервных людей, которые себе могут что-то делать, блядь, а другим не могут что-то делать. Вот что за нахуй? Осетин, блядь. Явно татар түгіл, урыс түгіл, осетин. Если Северная Осетия, осетин, наверное, блядь. Хуёво, блядь. Манучехер. Осетин или грузин. Хз, блядь. Ну, долбоёб. Вот и все. Российского солдата будут судить за сдачу в плен. Московский военный суд рассмотрит дело младшего сержанта Романа Иванишина, который дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотоцикловой краснознаменной бригады и сдался в украинский плен.
Следствие опубликовало видеоролик, на котором Роман выступает за прекращение войны и говорит, что его французы не хотят воевать. Иваншина взяли в плен возле села Степное Волхановского района, так называемый ДНР, в 23 году. Он вернулся домой в январе 24 года и входил в группу из 248 российских военных, которым помогли освободиться посредники из ОАЭ, как пишет «Коммерсант». Вот, давайте здесь остановимся. Вот насчет пленных. Я уже постоянно говорил, а еще раз напомнить хочу, постоянно буду напоминать, наверное. Насчет пленных. Украинцам тоже это обращаюсь, украинцам, которые башкиртлар, татарлар, пленные находятся, которые в Украине, их обратно ни в коем случае нельзя менять и отправлять. Поэтому мне кровь из нос нужно, блядь, перепиздеть с этими украинцами, блядь. Кашапов это не делает, нахуй. Они меня, нахуй, блоканули, блядь, в WhatsApp. А Габасов тоже хуйню какую-то несет, блядь. Конкретно они встречаются. Габасов, вот это Айгульон встречается, главное, с пленными, и их отправляют домой. А вы что будете делать, когда вы домой поедете? Легко так, блядь, еще ведет это Айгульон такую передачу, блядь. Ну, вроде нормально ход, но, блядь, мягкие, блядь. Руслан да мягкий, блядь. Так нельзя, блядь. Если сен үзеңне жирың үшін күрәшәсең халкың үшін, блядь. Так нельзя, нахуй. О, башкорт белән татарны нельзя отпускать туда, мен дигәнем. Шунда, блядь, уже, блядь, в прошлом году, в январе говорил, блядь. Точнее, в этом году, в январе, блядь. Говорил, что, блядь, такую хуйню не надо делать. Надо их, блядь, оставить там. Потом уже, блядь, нахуй, собрать этот весь батальон. И их, блядь, нахуй. И плюс нас, блядь. Пойти на Москву. А до этого, нахуй, я не знаю, что с ними делать. Пусть сидят в плену, нахуй, там, блядь, на, как говорится, халявных харчах, блядь. Или, нахуй, их надо готовить. Выводить их, нахуй, и готовить их, блядь, на стрельбище, туда-сюда, блядь, кулна, блядь. Уретырга керек оно, блядь, нахуй. А не так, что, блядь, в лаптях они пришли, блядь, поймали их, сдались, блядь. Ладно, хоть, блядь, живые остались, блядь. Ну вот их надо, блядь, надо обратно, блядь. Да, базара нет. Не как тот инвалид, который, блядь, то ли руки нет, да, помните, блядь, какой-то долбоеб тоже мужик. Из Учалов, блядь. Ну, руку, что ли, вроде бы отрубило ему, или что такое, блядь. Вот так. Ну, такими точно далеко не пойдешь. А вот которые нормальные, двуногие, дегенкебек, кулы бар, аягы бар, их нужно оставлять. Чтоб они вот за свой косяк, блядь, отдувались нахуй на Москву. Шли на Москву. По-другому никак. Потому что менять и вот так, чтобы они потом их посадили, посадят его сейчас, хуй знает за сколько, да? Потом... срок за сдачу до 10 лет, за дезертирство до 15 лет. О, вот сейчас примерно его так посадят, год посидит, он опять выйдет, опять на Москву, на войну припрется, блядь, если еще война будет. Вот так вот. Круговорот будет, блядь. Что, думаете, долго будет сидеть, что ли? Опять вытащат, опять нахуй отправят. Вот и все. Шунарга... Я считаю, что украинцам понять нужно, что Башкортостан и Татарстан халкын нельзя назад отправлять. Также можно и ичкерийцев, точнее, не ичкерийцев, чеченцев и дагестанцев тоже так же оставить, также готовить их как говорится, на свои земли атаковать, свои земли. Ичкерийцы и дагестанцы пусть оставят их тоже на украинской земле, чтобы они там, блядь, нахуй готовились. Они домой ехали, блядь. Потом домой обратно вернут их, блядь. Че, Кадыров, думаете, не вернет обратно, что ли? Всех вернет обратно. Им не нужны, блядь. Это же сам, блядь, этот Лапти, нахуй, сам сказал. Они не чеченцы, они нам нахуй не нужны. Он сказал, блядь. И вот дальше вот опять Мариэль. Тут до хрена у меня просто не было уже в комментариях. Так, надо что там? Чем тебя так обидели или таким родился, или с родителями несправедливо обошлись, при какой власти? Бля, Талгат Сафин. Син кем ёклы вообще Талгат?
Мы сиге бутырмали, ярамы? Меня никто не обидел, нахуй. Үзеңне җирең өчен нахуй көрәшәсең килми икән, бар чыгып кит нахуй, бар сеген урысларны кутагын авызга ал да ят нахуй. Шымырып, блядь. Не говоришь по-русски, не имеешь права жить на марийской земле. Нихуя себе, да? Приговор, блядь. Тогда мы тоже так же сделаем, блядь. Башкортостанда узкожопые, блядь, как сегодня, да, в Казахстане, пидораска, блядь, говорит, я на русском не буду говорить. Окей. Башкортостанда, хам Татарстанда то же самое, если будет, нахуй, узкожопые не захотят учить, вот так же будет. Читаем дальше. Сегодня из Мариэль в принудительном порядке депортировали 2 граждан Узбекистана. О, Узбекистана, которые не встали на миграционный учет в 2024 году. Казалось бы, мигранты не исполнили этот закон и только поэтому их выдворили. Однако не все так просто. В постановлении о депортации было указано, что один из этих мигрантов, который приехал в августе 24-го, не знал русский язык, что стало дополнительным основанием для депортации. Позор. Bu endi o'zbeklarga. O'zbeklar. Biz rus tilini bilamiz, boshqa tilni bilamiz, deysizlar. Bilad, kichkina paytdan rus tilini o'rganasizlar. И manaqa bilmaydiganlar bor ekan. Qo'tabamu Rossiyaga borib, bilad. Mayerga Yevropaga kelinglar. Yevropada ham rizqinglarni topa olasizlar. O'rganinglar lutchi ingliz tilini, boshqa tillar qurib ketibdimi tillar. Получается, что теперь не знать русский язык в Мариэль наказуемо преступление. Однако среди марийских стариков, особенно из сельской местности, еще есть люди, которые говорят по-русски плохо, либо не говорят вовсе. Например, тот же верховный марийский карт Александр Таныгин имеет плохой уровень разговорного русского языка и еще худший письменный. Пока что Москва не считает его преступником только из-за его российского гражданства. Однако российские шовинистические законы быстро меняются, так что не за горами и тот час, когда даже российским гражданам будут вменять незнание русского языка как преступление. Уж сейчас вменяют, хоть и неофициально пока что. Вот так вот. Короче говоря, на этой ноте, наверное, будем заканчивать. Туганнар, потому что у меня уже все, пиздец, батарейка садится. И кешеде сағат 10 болды менде, сізде уже 12. Кстати, Башқұртстанда, yok 2 блядь, 2 уже, ёпта, 2 нахуй. Шундай хал. Бүгін ерте башладым, ерте ябабыз енді. Кеше әс, поэтому Утырганларга рахмат, 7 кеше утыра. Мында 6, мында 7 кеше утыра. Короче говоря, туганлар, максимально распространяйте. 3 сағат 20 минут утырганмын, блин. Ни хрена себе. Шулай. Яңалыклар бетмей бу. Можно до утра читать это все, но кеше әс, понимаете, кеше күбрәк булса, сүләргә более кызыграк була. Вот этот последний давайте прочитаем, вот что-то новое скинули. Так, КНДР, блядь, поставили в Россию артиллерийские установки Коксан, пишут Z-каналы, опубликовавшие фото. Это первое подтверждение передачи военной техники из КНДР. По данным ОСИНТ аналитиков, фото сделано в Красноярске. Телеграм-канал «Военный освободитель» пишет, что данные САУ являются аналогом советских 203 ММ «Пионов» или американских М107 ОСИНТ проект «Орикс», которых ведет подсчет потерь военной техники России. Сообщал, что как минимум 301 установка «Пион» была уничтожена или повреждена. По мнению авторов канала «Военный освободитель», плюсом для ВС РФ будет являться сам факт появления дополнительных дальнобойных артиллерийских систем, а также дальность стрельбы. Из минусов быстрый износ ствола и невысокая скорострельность. Связанный с Минобороны канал «Рыбарь» также опубликовал фотографию САУ, однако заявил, что это не является прямым свидетельством присутствия военнослужащих ВС КНДР. Авторы Z-канала пишут, что САУ могли поставить для обучения российских военных. Подробно о том, как КНДР помогает и помогала России вести войну с Украиной, в материале это. Ну, добавлю от себя. Если такую хуйню поставили, если уже
поставили уже, об этом речь идет, значит, получается, нәрсекей, соғыш әлі туктамый. Поэтому Башкортостан мен Татарстанның егетләренә Аллах ярдәм берсен. Сез, надеюсь, вы услышите мои слова, распространяйте туганларыгызга и власти нахрен оттуда, Казахстанга, и дальше уже я вас вытащу. Главное, съебывайтесь оттуда сейчас. Вы не думайте, что вам не придет повестка, там, шапли халима было бирисус. Нет, вы не думайте. В любой момент, нахуй, может, блядь, сказаться или мобилизация, или просто вас будут зачищать, нахуй, где-то там в ауле, вот как там 80-летних, нахуй, стариков таскают, нахуй. Короче говоря, в любой момент могут забрать. Поэтому власти нахрен. Особенно власти Утаздан и Лига Хатле. Ну, яшьләре, да, тоже шығыр, само собой. Но, грубо говоря, 18-дан и Лига Хатле шығырға туры келе. Но мы-то будем брать Утаздан и Лига Хатле, которые пойдут на Москву. Ниже нам не нужны и выше тоже. Получается, 18-дан, кстати, блядь, 65-ке хатлы алып кетелер бит сездә, блядь. Значит, 18-дан 66-га хатлы чыгып китегез. Онда сезгә опасно калырга. Так что 66 яшь это тоже уже пиздец. Внутренний план победы представляет на следующей неделе Зеленский. По его словам, он будет содержать 10 пунктов и будет базовым доктринальным документом для Украины, для нашей устойчивости. Раньше президент рассказывал, что этот план будет касаться фронта ОПК, экономики, финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. Окей. Короче говоря, на этом, короче, заканчиваем туганнар. Все, почти уж все сообщения прочитал. Ну, да, наверное, еще больше было бы, наверное, но уже невозможно это. Этот по Куштау Байраму не зашел еще там. Ну, будет это время, что он дальше в зале. Алла верса. А так, сізге күш қуат, чтобы, как говорится, не сдаваться и соғышқа бармағыз. Самое главное, соғышқа бармағыз. Любым способом отмазывайтесь, любым способом нахуй посылайте всех этих пидорасов. Главное, не идите на войну. Вот так вот. Так, Маносом Бранчио-Бабас, Алтакишина. Посмотрим, сколько людей там. Сейчас скажу. Так, 759 кішігіне отырған. Ну, әс. Көрініп тұр, әз бет. Бегаз нәрсеке. Кіші, короче. Кіші әс. Так, скрин сделал. Потом. Да. Мы надоело, короче.